Я вообще в партнеры беру людей, на сестре или дочери которого бы женился. Мы четверть компании на долю Всевышнего отдали. У тебя есть поддержка в республике как предпринимателя из этой области? Наша основная цель – это финансирование бизнеса в Ингушетии. То с ним сколько это приносит денег? Но в прошлом месяце мой менеджер по продажам заработал больше, чем я. Если неуплата со стороны клиента, вот самые жесткие с вашей стороны меры. У нас было 2 или 3 случая смерти наших клиентов. Литр, допустим, водки тоже не харам. Мазать ее тоже не харам. Пить ее харам. На депозите ВТБ здесь открылось 4 миллиарда рублей. У меня телевизора нет принципиально дома. Я у себя дома категорически запрещаю разговаривать на русском языке. Конкурс. Сегодня у нас в гостях Хасан Мистоев. Хасан является основателем торгового дома «Тасним» и одним из его учредителей. И поэтому мы сегодня поговорим о таком понятии, как исламский банкинг, о финансах через призму ислама. И я думаю, я в том числе, и зрители познаем много чего полезного и интересного. Хасан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллах. Хасан, как я сказал, ты являешься основателем и одним из учредителей торгового дома «Тасним». Я бы хотел, чтобы ты рассказал предысторию, как это все создавалось, как пришла в голову эта идея и сколько вас человек. Бисмилля, альхамдулилля. История на самом деле не было какого-то плана, все случилось само собой. Но Всевышний ведет тебя невидимой рукой, да, если так можно сказать. Идея открытия вот этой компании вообще, откуда она зародилась? Еще в 2008 году, будучи в аспирантуре, я поступил в аспирантуру в Российскую академию госслужбы при президенте России. Тогда я пошел по направлению банковское дело, и прямо как только поступил, буквально в первом же месяце увидел анонс, что конференция по исламскому банкингу. И что это такое, исламский банкинг, чем это едят, начал погружаться, пошел на эту конференцию, и с тех пор начал изучать эту тему. Что такое исламский банкинг? Тогда я услышал впервые о Адалете Джабиеве, его Бадр Форте банке, который был закрыт там буквально за год-два до этого. Это первый исламский банк в России. Значит, это был банк, у которого была лицензия Центрального банка на осуществление деятельности банковской, но он занимался исламским банкингом. То есть он избегал этого судного процента. Его закрыли, отозвали лицензию, по надуманным причинам. Это можно в интернете увидеть эту историю, все. С тех пор, я это изучал. К сожалению, диссертацию на эту тему защитить не получилось, потому что в тот момент, как сказал замзаведующего кафедры, он сказал, что это политический вуз, эта тема здесь не пройдет. Нельзя такую тему писать, исламский банкинг, что это, как диссертация в Российской академии госслужбы при президенте России. Были определенные трудности с этим, да, и, к сожалению, не получилось на эту тему защитить. С тех пор я познакомился с теми людьми, которые сейчас плотно общаюсь, это в том числе Мадина Калимуллина, и ряд других уже преподавателей. Тогда они были исследователями, диссертантами, учились в разных вузах. После обучения в аспирантуре я ушел уже в другое направление по своей специальности, в бухучет, потом ушел в строительство, работал в найме до 2019 года. Работал в крупных компаниях, допустим. У меня под управлением были, допустим, когда в строительстве работал, порядка 600 человек. Это прям рабочие, весь персонал, это был на объекте строительном работал. Потом с 2016 года по 2019 год я работал в заводе алюминиевых профилей «Реак». Там персонал порядка 150-200 человек. С ними я работал напрямую. И все это время, начиная с 2011 года, я параллельно еще посвящал себя социальному сектору. В Москве это культурный центр единства. До 2016 года я был в Москве. И мы там с братьями встречались по субботам, обсуждали, какие проблемы, что как. И везде, ты слышишь, здесь нужно за аренду собрать деньги. Собираем, членские взносы, покрываем аренду, собираемся и так далее. Клуб, уроки ингушского языка. Тоже собираемся, кто-то все закрывает, иногда сами собираем, закрываем вопросы.
И вернувшись в Ингушетию в 2016 году, я уже, как бы, да, социальный блок, он остался открытым для меня. Я здесь ушел в СДИЛ. Я знал про культурно-просветительский центр СДИЛ. До этого еще 2011 года я был знаком с братьями. Ну, здесь уже как бы вступил как бы в члены СДИЛ. И здесь то же самое. Проекты социальные, которые требуют затрат. Они требуют затрат финансовых. Первые публичные празднования Курбан-Байрам, если вы помните, да, это СДИЛ в Назрани. Первый реабилитационный центр по наркомании, это СДИЛ. Первая станция, как бы первый коворкинг-центр, это как бы члены СДИЛ. Вот фонд Бориса Побеждай, да, вы знаете, Марсиаков Зураб, да, это члены СДИЛ. Фонд Тешим, это первый проект СДИЛа. То есть все вот эти вот социально значимые проекты, о которых мы слышим, первые труды по сохранению ингушского языка, мультфильмы, озвучка и мультфильм на ингушский язык, это СДИЛ. Это как бы первый мультфильм был вообще Простоквашино, по-моему. Это в единство мы делали в Москве, на ингушский язык озвучивали. А потом уже в СДИЛе продолжили эту тенденцию. Сейчас это отдельно ушло. Вот Безликие взяли, да, этот проект, от команды оттуда перешла. У нас до сих пор, кстати, стоит звукозаписывающая студия в бывшем как бы нашем офисе СДИЛ. Хорошее оборудование стоит. И мы там сейчас как бы иногда там даем в пользование, в аренду это помещение. Это в Назрани. Это в Назрани, да, в Назрани. И, грубо говоря, все эти проекты требовали затрат, средств. И у нас всегда зрела мысль, да, в СДИЛ. Я являюсь как также исполнительным директором СДИЛа до сих пор, с 2017 года, по-моему. Это требовало затрат. И у нас была идея, почему бы нам не сделать бизнес-проект, прибыль которого будет покрывать эти социальные проекты. То есть не просить у людей деньги, да. Да, люди, когда объясняешь значимость этого проекта, ты не сможешь собрать там краудфандингом, да, эти сборы, там, допустим, там, на больных детей, там, на погорельцев, там, на какие-то ДТП мы быстро собираем. Да, эмоциональные сборы, они закрываются быстро. А сборы, которые требуют постоянной поддержки, вдумчивого подхода не на сегодня, да, результат, а на 5 лет, 10 лет вперед, да, их приходится прямо вот в сердце вкладывать и через мозг, прямо вот, чтобы люди понимали это, да, и тогда как бы на это жертвуют. И вот это вот такого рода проекты. Да, фонды благотворительные, они закрывают эмоциональные сборы. А тут же про образование, тут же у тебя нет эффекта сегодня. Это про будущее нашей нации, будущее умы. Поэтому мы вот хотели сделать бизнес-проект, который покрывает свою прибыль, эти социальные проекты. Именно бизнес-проект, где достойная зарплата управляющему. Это вот по всем нормам бизнес-проект, но прибыль получает не оунер, не учредитель, а бизнес-проект, то есть социальный проект. Мы не знали тогда, что это называется вакфом. Да? Просто была такая идея. В 2016 году, по-моему, да, СДИЛ выиграл грант. Это был федеральный грант, по-моему, или республиканский. Первый центр молодежного инновационного творчества в республике. Там, по-моему, не помню, сколько это миллионов было, 5 или 6 миллионов. Это центр молодежного инновационного творчества «Реновация», на базе которого предполагалось обучение детей робототехнике, авиамоделированию, 3D-принтеры. Там вот такая вот неизвестная для нас тема в республике. Это вот первый такой центр был. И предполагалось, что он будет как бы коммерческим, он будет покрывать расходы на аренду СДИЛ, и избыток как бы прибыли будет там, дальше будем генерировать. К сожалению, он получился тоже больше социальным. Он какое-то время покрывал аренду, но получилось так, что команда вот этого центра, ЦМИТ «Реновация», она дала старт, она уже сейчас во всех большинстве IT-проектов в республике. То есть оттуда как бы член этой команды ушел в Кванториум. Кванториум, который вот в школе МАГАС, это республиканский Кванториум, там уже как бы на высшем уровне все. Потом точки роста по всей республике тоже, где вот авиамоделирование. То есть вот эти получились по всей республике вот эти маленькие центры инновации. Руководитель этого центра при СДИЛ, он сейчас является заместителем министра образования. Курирует именно цифровое вот это направление. Он уже, не знаю, сколько, год или полтора им является. Центр инновации ЦМИТ, он до сих пор есть, как бы, да, как масштабы уже другие, но он есть.
И это дало тоже свой эффект. То есть мы как бы идем как бы сдалека, он не получился бизнес-проектом, и уже в 2019 году, да, я уже работал на заводе вот этом алюминиевых профилей «Ряк», поступило, ну, как бы я уже принял намерение как бы поменять работу, принял намерение, там, да, прочитал STR. Вот я сегодня принял намерение, говорю, я уже принял решение поменять работу, сегодня прочитал STR, это было в понедельник, как сегодня помню, это было воскресенье, да, в понедельник мне звонит мой друг близкий, говорит: Хасан, надо встретиться, там, поговорить кое о чем. Я говорю: давай, встречаемся, во вторник встречаемся, я говорю: вот так и так, ты вот про исламский банкинг слышал, говорит. Это в 2019 году, а я уже почти, можно сказать, 10 лет в этой теме, как бы, да, параллельно изучаю статьи, там, какие ведения, что, как. Он говорит: да, я говорю, слышал, что ты думаешь, если, говорит, так, откроем? Я говорю: замечательно, я как бы только за. Он говорит: есть инвестор, как бы, который готов зайти, да, деньгами, у нас есть, как бы, если надо, контакты, связи есть, можем там поехать, пообщаться, и если ты это возьмешь направление, я говорю: только за. Но он говорит сразу, говорит: договоримся на входе, я хочу, говорит, чтобы часть компании была вакфом, то есть это как бы, да, доля Всевышнего. Сразу мы отделяем. Эта идея тоже у меня в голове. То есть я вот сразу, вот, понимаешь, да, вчера я сделал, да, как бы, да, намерение, сегодня такое предложение поступает, я говорю: все, согласен. То есть мы тогда договорились, что четверть компании не наша. Да, мы учреждаем ее, в бизнес-процессе все настраиваем, но четверть не наша. Четверть принадлежит Всевышнему. Как мы ее сделали вакуум. Все доходы компаний на четверть мы отчисляем вот в эти проекты. Как бы я расскажу про это потом. И на следующий день я пишу заявление там руководству, говорю, что да, я готов, там, обычно 2 недели, да, дается на переобучение, там, передача дел. Я сказал: 2 месяца готов все передать, там, обучить кого что надо. На самом деле такое, как бы, это такой, сейчас это передовой завод, я вот сейчас туда езжу, там на высшем уровне все настроено, там были хорошие перспективы, там даже мне предлагали, да, вот это мой близкий одноклассник, да, этот руководитель этого завода, он предлагал тогда остаться и как бы стать руководителем уже 2 заводов, второй уже строился, который там этот алюминий там плавит, да, Реал. Он предлагал: давай останься, нужно вот это направление. Ну, здесь я видел, как бы, да, больше вот такое, как бы, социальное, как бы, да, направление, и не нужно было что-то это сменить. Ушел сюда, на зарплату в 2 раза меньше на тот момент, да, даже в 3 раза меньше зарплаты ушел сюда. Начали двигаться, инвестор у нас отвалился, да, который изначально был. И где-то месяца 4-5 мы этот вопрос прорабатывали. Кстати, ездили к Мураду Алискерову в Дагестан. Он нас как бы проконсультировал в этом плане, да, очень хорошие советы дал. Там даже часть документации, по которой он работает, да, он тоже нам все предоставил, объяснил. Потом встречались с братьями в Чечне тоже, да, по исламской финансовой компании Финсити. Асламбек Челаев тоже нас проконсультировал. И в итоге через какое-то время у нас появился все-таки другой инвестор, другой как бы человек, который готов был вложиться в это. И вот мы начали компанию, учредили ее 26 марта 2020 года. Вот первая сделка у нас была 26 марта 2020 года. Сейчас, получается, 3 физических лица, да, являются учредителями. Да. Эти имена, они оглашаются? Да, это как бы, ну, не оглашаются. Не оглашаются. Да, да, но не оглашаются. Я просто хочу, чтобы о таких людях знали, но если нельзя, значит нельзя. Да, это люди, знаешь, я скажу так, я вообще в партнеры беру людей, на сестре или дочери которого бы женился. Да, вот я так подбираю своих партнеров. Это не просто так человек, который там, да, у него деньги есть или там навыки есть. Это люди, с которыми, допустим, с одним из партнеров мы на тот момент, 10 лет в контакте. Мы перешли там и, можно сказать, и драки перешли, да, там, не между собой, да, как бы, да, и финансовые вопросы прошли там, и стрессы, и там, все прошли. И даже, можно сказать, да, как бы я не сидел, да, на той стороне, да, были даже преследования, да, как бы, да, он потом как бы его оправдали, но тем не менее, вот так. Со вторым партнером, да, где-то 8 лет тоже. И за эти 8 лет с одним, 9-10 лет с другим не было ни одного случая, что можно было бы сказать: вот я бы так не сделал. Почему ты так сделал? То есть это люди, допустим, да, это люди... Надежные. Да,
кроме твоих братьев, да, и отца, я не знаю, там, пожертвуют ли они жизнью ради меня, да, но все остальное они сделают. Да, я могу сказать, что, да, отец, братья пожертвуют жизнью своей, но все остальное они сделают, если я буду прав. Вот это вот такие партнеры. Это 4-я доля Всевышнего. Да. Она много проектов курирует. Значит, Обеспечивает. да. Там как это выстроено? Вообще вакф, задача этого вакфа сделать его как можно более длительным, то есть вечным. Это садакат аль-джария. И принцип такой, что не отдавать его в руки в управление в одни руки. То есть человек может там измениться, да, все изменчивы, да, сердца людей, они как бы, да, между двух пальцев Всевышнего, он их меняет. Поэтому задача, мы сделали такую структуру. Есть там группа людей, которая принимает решение по тому, на какие проекты расходовать средства. Прям голосуются, да, там есть свое положение, там, да, как бы между собой мы разработали такое положение. И мы голосуем по каждому вопросу, крупному проекту. Голосуем. Стоит этот проект финансирования или нет. Если мы принимаем решение, что стоит, да, мы его финансируем. Но на сегодняшний день профинансировано, за прошлый год мы сейчас отчет еще готовим, только вот сейчас, сколько сегодня, да, какое число? Ну, отчет сейчас готовится. В прошлом году мы на 800 тысяч, да, проектов профинансировали. Это в 2024 году. Ну, это небольшая сумма. В этом году уже больше, там, 1,5 миллиона будет, по-моему. Да, это даже больше. В 2025 году. В 2025 году. Возможно, больше. Сейчас отчеты у нас будут. Наша задача была довести его до уровня, когда он будет генерировать 1 миллион прибыли ежемесячно, чтобы можно было спокойно финансировать проекты. Ну, например, при гимназии Назрановской проходят республиканские мероприятия. Это Рыбофест, это фиеста английская, это там какие-то еще математические направления. Вот эти направления мы финансируем. Например, выезды спортсменов мы можем профинансировать. Но спортсменов, как бы, да, это такой единичные проекты. Например, тот же Кванториум Магаси. Ученики 8-9 классов, как это, не помню, несколько лет назад, 2 года назад, по-моему, выезжали на федеральный конкурс по моделированию чего-то. Они выезжали, и нужно было финансирование. Вот они поехали, заняли 2-е место на всероссийских соревнованиях. Мы профинансировали. Дальше по пригородным районам, например, там футбольные команды, которые участвуют в турнирах, детские футбольные команды, да, мы их обеспечиваем там отчасти там экипировкой и так далее. То есть вот такие проекты, на которые обычным сбором ты не соберешь деньги, но ты знаешь, что это на будущее. Не то, что даже не соберешь, мало будет на это акцентированного внимания, да, дающего, скажем так. Да, то есть да. На форму это одно, а вот здесь человек с заболеванием лучше туда. Да. Поэтому это весомая поддержка. Вот я правильно понял, вот 4-я часть доли, вот, допустим, прибыль 100%. И из этой прибыли 25% да. идет на этого учредителя. Да, на да, долю Аллаха. Да, Правильно? да. Да. Сильно. И Немало. И кроме того, это только прибыль, да, обычно, я слышал, многие компании там, да, выделяют сколько-то процентов от прибыли, но мы сделали не так. Мы четверть компании на долю Всевышнего отдали. Я удивлен. То есть ты можешь быть 100% собственником, но прибыль отчислять, как и кроме заката еще. А мы сделали так, что, допустим, будет стоить компания через там 50 лет там 100 миллиардов рублей. Допустим, мы захотим ее продать, эту компанию. 25 миллиардов 25 рублей. миллиардов – это вакф, это не наши деньги, мы не можем ее себе взять, мы должны их как бы инвестировать уже в другие садакат аль-джария. Или же вы втроем решите продать Тасним, условно. Да. Ровно на тех же условиях следующий покупатель должен будет вести дальнейший вот этот бизнес-проект. Собственник этой доли является вот этот совет. Да, вот совет там, допустим, он избирается не по личности, да, а из-за участия в социальных проектах других. Там человек может умереть, да, а на место его станет другой руководитель этого проекта социального. Он является членом совета. Сколько будет жить этот социальный проект, да, он как бы, мы посчитали, что это на года. Мы такой формат сделали, чтобы это было вот таким образом. Этот пример, в частности, вакф, это кому-то уже кто-то перенял у вас вот такой опыт?
Вообще, мне кажется, в нашей республике относительно недавно вообще эта терминология стала знакомой, многие узнают, но многие, может, и не знают. Да, к сожалению, даже не все богословы знают принцип этого вакфа. Да, когда ты говоришь слово вакф, да, они могут сказать, да, это вот хам состердес, да, перевод этого с арабского на ингушский, да, это хам сосдер. Ну, что это? По масхабу имам Шафи и еще двух масхабов вакф может быть только земельным. Только земельный вакф, да, разрешен. И не может быть временного вакфа. Он должен быть, вот ты отдаешь землю, да, нельзя ее временно отдавать, только постоянно. Но по масхабу имам Ханифа, насколько я помню, если не ошибаюсь, это вот, масхаб, который был в Турции, да, по этому масхабу вакф может быть и наличным, и недвижимость, и временным, и постоянным. И это дает уже огромный, как бы, да, карт-бланш и возможности для благотворительного сектора, вообще для социального сектора. Поэтому по поводу вакфа, да, насколько это развито это понятие, я вот скажу так. Когда мы это сделали, да, в Тасним, об этом никто не знал. Вот сколько, 6 лет, да, Тасниму уже. В 3 года назад есть такая ассоциация благотворительных организаций, общероссийская, называется «Семь колосьев». Она объединяет больше 50 мусульманских благотворительных фондов. Официально зарегистрированная организация в Минюсте. Ежегодно проводится форум «Семи колосьев». Значит, 3 года назад я туда был приглашен в качестве руководителя культурного просветительского центра «Эздел». И рассказывая там про «Эздел», да, я в кулуарах там говорил, что да, вот у нас еще Тасним есть, да, у нас там 25% вакфа. И потом, а что это такое вакф? А как это? Как вы это сделали? Я там 1, 2, 3 говорил, в том числе руководителю фонда «Закят» там в Москве. На следующий год, уже как бы, да, это ровно в год, да, в ноябре обычно проводится, на следующий год меня пригласили, это получается год назад, да, в прошлом году, пригласили уже выступить в качестве докладчика на тему вакфа, что это такое. Я выступил, и получается с следующего года, вот до этого года, уже вот этот институт вакфов, он массово начал распространяться в Татарстане. То есть фонды татарские уже учреждают вакфы. То есть покупают здание, сдают его в аренду уже. Вот буквально вот сколько недель назад мы были в Татарстане, да. И вот этот процесс уже легитимизации в рамках российского законодательства, в рамках налогового, да, российского законодательства, как это оформить, как это правильно сделать. Вот эти процессы идут. Сейчас уже была конкретная отдельная пленарная сессия была по поводу вот этого вакфа. Налоговый аспект, бизнес-аспект, исторический аспект. Вот со всех сторон рассматривались. И прям зала это вот было самое такое бурное обсуждение. Что сделать, каким образом, там, у нас здание, там, у этого там в Дубае, там, не знаю, квартира, он хочет ее в вакф отдать, как это оформить. Вот этот институт уже массово развивается. В нашей республике кто-нибудь перенял? В нашей республике, насколько я знаю, такого нет, чтобы вот бизнес, ну, насколько я знаю, возможно, есть, да, это с ними же тоже никто не знал. Возможно, есть бизнесы, которые так сделали, но я уверен, что есть вот все... Я, кстати, слышал про РБУ. У кого-то РБУ, завод этот бетонный, который делает бетон, что он его отдал под вакф. Не знаю, где это, вот я не помню, где это было, но потом я помню, что я сам предлагал мечетям, да, бизнесмены, которые там прихожане мечети, да, чтобы они там, это РБУ стоит, сделать РБУ стоит, не знаю, 6-10 миллионов, такой самодельный. Но бетон всегда востребованная тема, это можно при любой мечети сделать, все, ты забыл. Имам уже не привязан ни к меценату какому-то отдельному, да, там, ни к сборам этим. Он свободен в своем давать. Он свободен в своих... то, о чем он говорит, да, он свободен. Он не должен оглядываться на того, кто дал деньги. Хочешь, не хочешь, да, ты как-то сдерживаешь себя, даже если ты беспристрастен, да, в своих речах. Ты оглядываешься, смотришь. И вообще вакф – это свобода говорящего. Это свобода говорящего. Ты не привязан ни к кому. Вот это я Всевышний. не знал про эту терминологию. Вот первый раз услышал. В российском... Буду изучать. Кстати, это, ну, как бы, это основа же вообще, это, можно сказать, Всевышний ее дает. Если это есть в нашем шариате, да, в исламе, это прям со времен Нуха пришло, да, со времен первых пророков. Просто это менялось, терминология, может быть, менялась, может быть, там инструменты менялись. В российском праве, да, есть понятие эндаумента,
фонд целевого капитала называется эндаумент. В этом есть отдельный закон, не помню, 112, что ли, закон, который регулирует учреждение эндаументов, прибыль от которых направляется на финансирование социальных проектов. Просто он ограничен, этот закон об эндаументе ограничивает объекты вложения, куда можно вкладывать. Кстати, по эндаумент мы учредили, первый на Северном Кавказе эндаумент учрежден при гимназии города Назрань. Я слышал о нем. Да, он учрежден, уже средства размещены через единственную халяльную управляющую компанию, это Акбарский капитал. Переданы им эти средства, они их уже ими управляют, и там через год они должны прибыль вернуть в школу. Это уже на нужды школы. Это отдельная благодарность Магомеду Парагульгову в том числе, который тоже у нас в гостях был. У меня в гостях был Миржоев Хусейн. Мы с ним тоже обсуждали вопрос постройки кофейни при мечети, чтобы все доходы, которые собирались с этой кофейни, отправлялись на обеспечение той же мечети. Да. Это ровно та же идея, о которой ты говоришь, правильно? Да, это ровно та же идея. Значит, это года, не знаю, 1,5 или 2 года назад, когда, там сейчас там уже парковка есть, да, построили школу хафизов, да, рядом при мечети. Вот только когда там еще асфальт не положили, я эту идею поднес одному из братьев. Даже не помню. Я был в бане. Я увидел этого брата, который видел в мечети, когда ты на джума ходишь, он постоянно ходит. Я думал, что он завхоз в этой мечети, заведует. Я его увидел в бане, говорю, ты же, я говорю, с мечети, да, ты там завхоз? Он говорит, нет, я не завхоз. А что, какое отношение ты имеешь? Ты же там ходишь, там двери, окна. Я говорю, я как-то так, не помню, сказал. Я говорю, есть идея деревья посадить. Не закатывать асфальтом, все, посадить деревья. Он говорит, да, хорошая идея, давай, я говорю, возьму на себя дизайн, ландшафтный дизайн сделаем, да, привлечем этого архитектора, дизайнера, сделаем, посадим, обсудим. Давай, включаемся в группу, мы включились. Это небольшое, чтобы понимание было, мечеть в селе Яндари. Да, в селе Яндари, да. Миржоев является мамой. Да, и я говорю, давайте, и включились мы уже мы там очень много всего насадили, на самом деле, да, даже братья говорили да, что это за джунгли такие, да, здесь. Насадили, я сразу туда воткнул, с имамом я потом поговорил, сразу воткнул туда, я говорю, кофейню. Вот здесь в стороне. В проект. Да, в проект. Я говорю, вот здесь, чтобы было, давай кофейню, чтобы она деньги приносила сюда. Он говорит, отличная, хорошая идея, давай там еще книжный магазин сделаем, литературу на арабском, на русском языке, да, чтобы она там была. Я говорю, все замечательно, воткнул ее туда, поставил, она. Там мы всю эту зону сделали пешеходную, это была наша ошибка. Сделали всю зону пешеходной. Мы сделали такое пространство протяжения, грубо говоря, чтобы там люди, дети, женщины, они приходили туда, отдыхали, фонтанчики сделали, скамейки, такие беседки, еще кофейня. Чтобы люди туда приходили, кроме пятницы, да, еще в течение дня обычно. И в какой-то момент сказали, все, появился спонсор, который оплатил асфальт, закатываем все. И закатали все в асфальт. Закатали все в асфальт, я говорю, здесь дизайнер, говорю, все, нормально, пока не получилось, что поделаешь. И потом, через какое-то время, был повод, Хусейн, наверное, это помнит, я это сделал специально, мы сидели в кругу 3-4 имамов, был с другого региона имам, и там обсуждался вопрос по поводу вообще, что такое мечеть, пространство мечети, какая она должна быть. Там имам, да, его паства, в таком русле. И я задал вопрос тому имаму, говорю, озеленение мечети, вообще деревья, это является частью? Говорит, это необходимая часть, это важно, говорит, чтобы мечеть была зеленая, деревья, зелень и так далее. И выйдя оттуда, имам Хусейн говорит, давай, Хасан, нужно деревья сажать. И опять запустился процесс, и сейчас если вы там будете, увидите, что по периметру полностью посажены платаны, красный дуб, и здесь и клумбы эти все, высажены, но это примерно через 2-3 года только это все выцветит. И вопрос кофейни, да, о котором я говорил, вакф, он опять ожил. Мы, иншаллах,
я думаю, мы как бы, да, постараемся добить этот вопрос. Это будет и кофейня, и читальный зал, и книжный магазин в одном здании на другой стоянке. Это будет вакфом, доходы будут идти на содержание и мечети, и медресе. Целиком и полностью? Да, полностью. Это будет вакфом. И помимо этого еще скажу одну идею. Наш брат тоже, он хочет построить мечеть. Как бы мы с ним разговаривали, это бизнесмен тоже наш, да, местный, ваш очень хороший бизнесмен. Как бизнесмен хороший, да, и как мусульманин хороший. Он в одном из сел хочет, они получили наследство землю, брат, сестра, он решили эту мечеть, эту землю отдать под мечеть. Там мне показывал концепцию мечети, я ему порекомендовал там сделать пекарню, тандырную пекарню, где будет свежий хлеб, сделать место, где там будет храниться молоко, и продавать это. Там будет мужское и женское медресе, девочки и мальчики, чтобы они там же работали, да, например, продавать этот хлеб, продавать это же молоко, там закупаешь, и вот эти доходы содержать эту мечеть и этот комплекс. Самое актуальное то, что в потреблении у каждого человека. Да. Это вот, допустим, если бы я там рядом жил, я бы туда каждое утро, каждый вечер ходил бы, и там свежий хлеб и свежее молоко. Да, Духамял халтерло. Да, ты туда, ты себе и хлеб, и молоко покупаешь, да, и еще ты доходы знаешь, что идут полностью на эту мечеть. Это, это концепция, которая, иншаллах, это сунна пророка, это сунна пророка. Это то, что делает вот эти социальные проекты вечными, относительно вечными, независимыми финансово. Во всем нужны деньги. Да, что бы ни говорили, во всем нужны деньги. В целом, я думаю, уже многим понятно, что такое вакф и с чем это едят. Я бы хотел дальше поговорить уже более конкретно про вашу бизнес-модель. Таснима. Вот мне интересно, с какими юридическими сложностями сталкивается Тасним в рамках российского законодательства? Есть ли такие вообще? Значит, вот я ранее упоминал, да, с 2008-2009 года вот эти конференции, которые проходили, ежегодные международные конференции, российский, исламский банкинг, специфика и перспективы, там, правовое регулирование там, и так далее, всегда поднимался вопрос корректировки российского законодательства, в частности, закона о Центральном банке и закона о банках и банковской деятельности, которые бы позволяли банкам продавать не только деньги. То есть банки имеют право продавать только лишь деньги с условиями возвратности, платности и срочности. Банки не имеют права заниматься торговой деятельностью. Они могут продавать только деньги, за деньги. И это, по мнению людей, которые хотели заниматься исламским банкингом, являлось основной преградой. Но все время шли вот эти вот конференции, да, 2008 год, 9, 10, 12, 13, там, Примаиб, Международная ассоциация исламского бизнеса, да, которую возглавляет Кабаев. При нем, что только не проводилось. И всегда упиралось в то, что нужно изменить законодательство в этом направлении. И при этом почти всегда на этих конференциях не было людей, которые принимают решения или хотя бы инициируют изменение этого законодательства. Но с 2010 года, с 2011 года финансовый дом Амаль, Ля Риба и другие организации, они вели деятельность. То есть они занимались исламским банкингом, по сути, да. Почему его называют исламский? Исламский его называют потому, что, это легко ложится на ухо. По сути, это не исламский банкинг. Это просто этичный, справедливый партнерский банкинг. Когда партнеры зарабатывают вместе и теряют вместе. В случае с банками такого нет. Там банк богатеет, его не волнует, обычно банк не волнует финансовое состояние этого должника. Он перестраховывается там со всех сторон. Залоги там в 3-4 раза больше стоимости самого кредита. Там, не знаю... Как минимум, да. Потом может коллекторское агентство догнать. Да, и потом приставы. еще могут там посадить, да, этого собственника. А здесь он исламский, он в кавычках, это партнерский банкинг. Это справедливые, этичные финансы.
И что делали вот эти вот ребята? Они просто вели обычную торговую деятельность просто с отсрочкой платежа. У них были деньги, они покупают товар и продают товар в рассрочку. Это есть тот же самый исламский, это есть исламский банкинг, да, это есть исламский банкинг. Отличие обычного банкинга, классического, от исламского, партнерского, лишь в том, что предметом торговли, не лишь в том, а основное отличие это в том, что предметом торговли в случае с партнерским финансами, исламским банкингом, предметом торговли является товар, а в случае с классическим банкингом это деньги. В этом основное отличие. И они занимались все это время своей деятельностью, наращивалась масса компаний, которые занимаются, ты же видишь модель, да, вот как у нас мойки самообслуживания, да, плодятся, то же самое, да, кто-то занимается, вроде нормально зарабатывает. Раз пошли, их стало слишком много, регулятору нужно как-то отрегулировать или понять, что это, да, сколько этих денег там, да, крутится. Поэтому, когда вообще законодательно любая инициатива, она идет с масс. Какой-то прецедент появляется, и государству необходимо это регулировать. И появляется закон, который, с одной стороны, обезопасивает граждан, с другой стороны, регулирует, чтобы, да, это основа в любом случае национальной безопасности, он начинает регулировать это. Была критическая масса компаний, которые занимаются исламским банкингом, и пришлось, еще к этому санкции добавились. То есть западный кошелек для нас закрылся, и нужно было ориентироваться на Восток. На Восток, да, и оттуда говорят, нужны финансы исламские, исламские принципы ведения бизнеса. Часть этого тоже послужила, да, можно сказать, индикатором или стимулировала процесс этот. И вот в 2023 году приняли закон о партнерском финансировании, 417 ФЗ. Запустили эксперимент по партнерскому финансированию, это 417 ФЗ. Пилотно в 4 регионах Российской Федерации, это Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чеченская Республика. Вот в этих 4 регионах действует вот этот эксперимент. На 2 года его запустили, до сентября 2025 года. И тебе нужно было податься, то есть компания, которая занимается партнерскими финансами, его назвали закон о партнерском финансировании, а не исламский банкинг. Тот, кто занимается партнерским финансированием, должен был подать заявление в ЦБ, войти в реестр компаний, которые этим занимаются, и там анкета такой, не в свободной форме, анкетируешься ты, там какой объем, там, кто у тебя покупает, там, кого ты привлекаешь. И на сегодняшний день там несколько десятков компаний вошли в реестр. Ожидали, что там будет сотня. Но, например, с Ингушетией мы хотели с самого начала зайти туда, но не получалось, потому что Ингушетии там нет. Я знаю, что там писались письма по линии Минэка, писались письма и в ЦБ, и в комитет Госдумы о том, чтобы Ингушетию включить. Но по каким-то причинам это не возымело эффекта. С Дагестана одна компания только или 2, не помню. С Чечни 2 компании. И с Башкортостана 5-6. И основная доля компаний с Татарстана туда вошли. И там эксперимент хотели его свернуть, там такие были обсуждения, но все-таки приняли решение, вот сейчас на Казань-саммите в 2025 году в мае в Казани было анонсировано, что все-таки продлим эксперимент, на 5 лет тогда сказали, и Ингушетия, и Чувашия, и Крым туда войдут в эксперимент. Мы обрадовались, мы там тоже на Казань-саммите были, обрадовались. И вот 21 сентября принимают в прежнем составе 4 региона, Ингушетии там нет, и продлевают на 3 года. В принципе, для занятия исламским компанией в рамках партнерских финансов нет ограничений правовых, если ты не привлекаешь средства от физлиц. Юрлица могут делать тебе инвестиционные займы, разные форматы взаимодействия. Допустим, товарищество на вере можно учреждать, туда могут заходить юрлица. Но от физлиц ты не имеешь права принимать вклады, если ты не в реестре ЦБ в рамках вот этого ФЗ 1417. Не имеешь права рекламировать о том, что ты принимаешь вклады. То есть там такие, можно сказать, не такие серьезные привилегии, но в том числе они есть. Но никаких налоговых льгот нет, таких как, например, в классическом банкинге.
нет там освобождения НДС от налога на доходы физических там, и юридических, ну, НДФЛ, освобождение от НДФЛ, доходы, да, вот с этого партнерского инвестирования, нет освобождения, тогда как проценты от депозита, они не облагаются НДФЛ. Вот такие трудности. Ты сказал, что сложность исламского банкинга в Российской Федерации заключалась в том, что классический банкинг – это продажа денег за деньги. Да. А в последнее время можно наблюдать, не в последнее, уже достаточно давно, можно наблюдать, как, допустим, у Сбера есть разные направления. Сбермаркет, там, Сбер чего-то, Сбер это. Можно ли сказать, что вы послужили, в том числе и ты, послужил примером для того, чтобы они развивали вот этот блок, не только продажи денег за деньги? Нет, это отдельное направление. Сбер, вообще, если помнишь, в пандемию, 2020 год, вот 2020 год, когда была пандемия, как бы, да, в разгаре, вот эти крупные компании, сделав анализ, ушли в экосистемы. То есть отдельный сектор, банковский, да, например, мог пострадать. Ну, он и пострадал. Допустим, компании, которые производили, что они делали? Ну, которые там, упал авторынок. Компании, которые обслуживали авторынок, там, чехлы делали и так далее, они ушли как бы в другое направление, начали маски вязать. Да. И очень много компаний порушилось. А крупные игроки, они увидели так. Они могут, у них свободных капиталов как бы много, деньги есть. Если в банке, допустим, кредиты не берут потребительские, они ушли в разные направления. Появился там Сбермаркет, там Сбер, там мобильная, да, вот эта тема появилась. Ну и все. Искусственный интеллект. Это просто была диверсификация, как МТС сделал, например, да, это экосистемы. То есть ты заходишь, тебе нужно там мобильная связь, да, пожалуйста, тебе МТС, мобильная связь. Тебе банк нужен, да, вот тебе МТС банк. Там еще нужно, да, вот. И они как бы это выживали. Они выживали, и это не касается как бы, да, банковской деятельности. Просто свободные деньги открыли отдельное направление. Но вместе с тем нужно сказать, что у самого у Сбербанка и там у Т-банка, да, бывшего Тинькофф банка, у Газпрома, Газпром лизинг, да, у них как бы, да, есть де юре исламские финансовые продукты, например, там, да, по Мурабаха, это продажа товара в рассрочку, там, я помню, у Сбера были там, Иджара, лизинг халяльный. Но не знаю ни одного случая, чтобы они халяльный лизинг выдали. И были к ним претензии. Единственное, у них что? У них есть исламские дебетовые карты. У Сбера есть карта Адафа. Это карта для физлица. Вот карта, как дебетовой мы пользуемся, да, у них есть исламская карта. В чем отличие от обычной карты? Отличие в том, что остаток денег по этой карте банк не может использовать в своих кредитных операциях. И, в принципе, все. И начисление процентов там есть. Если у тебя хранятся от такой-то суммы, то они там... Насколько я знаю, в обычной дебетовой карте начислений нет, если только ты не открываешь там какой-то этот вклад. То есть тебе обычную дебетовую карту по ней как бы не начисляются проценты. На некоторых... На некоторые, да. Есть. А вот, например, и Т-банк тоже выпустил исламскую карту. Также у Сбербанка есть исламский расчетный счет по тем же принципам. Даже если мы не кладем деньги под срочный депозит в банке, наши зарплаты, которые на карты приходят, Центральный банк позволяет этим банкам включать их в какой-то норматив, есть множество нормативов, в том числе остатки на дебетовых картах обычных, позволяют кредитным учреждениям выдавать большее количество кредитов. То есть хочешь ты, не хочешь, если ты используешь обычную банковскую карту, ты являешься, как бы, да, твои деньги учитываются в возможности выдать кредиты банкам. Раз мы заговорили о разнице, такой вопрос. Я как экс-банковский сотрудник, это было очень давно, так или иначе, знаю, что такое классическая рассрочка, банковская рассрочка. Вы занимаетесь ровно тем же по нормам ислама. Значит, классическая рассрочка подразумевает, я хочу приобрести этот телефон, который стоит 10 тысяч рублей. Я иду условный МВидео или там какой-то магазин Эльдорадо, крупный магазин, который сотрудничает с разными банками. Этот магазин продает банку этот телефон за 9 тысяч рублей,
И я, как конечный потребитель, его также выкупаю за ту цену, которую я видел на ценнике, 10 тысяч рублей. Банк заработал 1000, я получил телефон с возможностью рассрочки, а магазин продал этот телефон тоже со своей там энной наценкой. И все это происходит конвейером. В случае с Тасним и иными торговыми домами, скажем так, это происходит несколько иначе. Я вижу телефон за 10 тысяч рублей, и он мне достается в рассрочку за 15 тысяч рублей на полгода. Условно, а цифры выдуманы. Да. Но суть понятна. Почему так? Почему мы не можем сделать классический вариант, но по нормам шариата? Значит, как происходит на самом деле? Нет халяльной банковской рассрочки. Без процентов. Вот ни одной, ни плайт. Классического банкинга мы имеем в виду. Да, вот в обычном банке, если нам говорят, что это рассрочка без наценки, там на какой-то срок, 0,024, такого понятия нет, что это халяльное. Что происходит? Ни долями, вот, да, ни плайт система, там, ни еще что-то. Как бы я специально это разузнавал, я видел там благотворительные фонды, которые там какие-то проекты финансируют там долями. Он говорит, они халяльные. Я говорю, как они могут быть халяльные? Они как бы... Заходишь, на сайте ничего нет, там звонишь, по 20 минут сидишь с оператором, разговариваешь, я говорю, а вот я вас возьму и не заплачу вам деньги. Ну, вам там придет один раз списание, если на карте не будет, я говорю, нет денег на карте. Ну, второй раз придет, третий. Ну, я хорошо, я говорю, 2 месяца не буду платить. Ну, нет у меня денег, что тогда? Ну, тогда там будет там пеня, штраф, поставки, там, ЦБ, там, рефинансирование и так далее. Все, уже. То есть вообще в России халяльной банковской рассрочки нет. Что происходит? Да, тебе говорят, что вот такой-то период беспроцентный есть. Но в договоре, в случае, если ты этот период пройдешь и не заплатишь, тебе начисляются уже проценты и пени в десятки раз больше, можно сказать, да, чем это был бы обычно потребительский кредит, который ты взял бы. Что происходит с видео? Например, расскажу кейс свой. 3 года назад это было. Это вот Эльдорадо вот у нас, да, есть сеть. Эльдорадо зашел. Зашел, тоже, я не помню, что там покупал. Смотрю, у них кредит, ну, как бы, да, 0,024. Продаются айфоны. Тогда, не помню, какая модель была. Ну, это, можно сказать, даже по году можно знать. 12 айфоны вышли только. Вышли 12 айфоны, они вот были, вот новая модель вышла. И 0,024. Я говорю, замечательно. А что, как? Какая у вас наценка? Они говорят, наценка там где-то 5, что ли, там 7 тысяч рублей на сколько-то месяцев. Я говорю, ничего себе. А как? Я свой калькулятор знаю, там достал телефон, в Excel там смотрю. У нас там наценка там раза в 3 выше, чем здесь, в Эльдорадо, у банка. Говорит, вы вот за эту цену вот отдаете его, я говорю, сразу? Ну, если там нет, говорит, там тебе нужно еще аксессуары купить, там... Страховку. Страховку нужно купить 5. Ну, я говорю, сколько это? Говорит, 5000 аксессуар нужно купить, который стоит, там, не знаю, 1002, да, в другом магазине. Страховку нужно там купить еще, там, сколько-то. Но я говорю, хорошо, все вместе сколько вот, там, столько-то. Все равно у нас дороже. Я удивился и прихожу в офис, я говорю, там вот такая тема, я говорю, у нас ничего не будут покупать, там дешевле. А сколько, говорит, уходит? Я говорю, ну вот, говорю, стоит телефон там 120. Сколько у них 120? Он достает наш прайс, а у нас он стоит 85. Мы продаем этот же iPhone с этой же гарантией, лицензированный, там, не левый, там, ничего. Тогда же еще не было вот этих санкций, там, дубайских этих телефонов. Мы его продаем за 85, этот телефон. И по самому дорогому тарифу на этот же срок у нас он выходит дешевле, чем в видео. Вот такая математика. Представь. По поводу тарифов, кстати, дорогой и дешевые тарифы. Есть ли какие-то... Вот, допустим, в банке есть такая история, условно, платежеспособному, подтвержденному клиенту ставка может быть дешевле. Или там он знает, что есть кредитная история. В вашем случае вы делаете кому-то дороже, кому-то дешевле? Конечно. В чем отличие? Вот, нужно отдать должное, да, классический банкинг, он поднаторел в плане своей работы. То есть там уже сколько ему лет, да, 100, 200 лет, да, сколько этим занимаются в Англии, там, в Америке. Мы используем все те же инструменты в своей деятельности, за исключением риба, за исключением гарар. То есть гарар – это
риск неопределенности. То есть когда не знаешь, да, недоговоренность, например, на неправильные договора. То есть используем все инструменты банковские, потому что, почему бы не использовать, допустим, трансмиссию самую современную, да, если она там халяльная. Зачем придумать что-то новое, если она не запатентована? То же самое. У банков есть очень хорошие модели по скорингу. У банков есть математические модели там, по высчитыванию там, платежей, там, аннуитетные, дифференцированные платежи. Это все можно применять у нас за исключением риба. То есть ты исключаешь риба, делаешь справедливый договор, когда оба партнера зарабатывают или оба теряют, и используешь дозволенные в рамках ислама инструменты взыскания этих средств. Лишь в этом отличие. Да, мы, допустим, если клиент незнакомый, первый раз приходит, или есть риск невозврата, есть риск просрочки, такому клиенту мы изначально говорим, вот у нас вот такой тариф, да, будет чуть дороже. В любом случае, будь то исламский банкинг, будь то классический банкинг, деньги во времени, да, они, допустим, деньги сегодня, они намного дешевле, чем деньги 5 лет назад. Да, что мы купили бы 5 лет назад за 10 тысяч рублей, и что мы можем купить сегодня, да, очевидно. Да, это у нас большая, сильная инфляция, но это и во всех других странах то же самое. Они как-то теряют свою стоимость, эти деньги. И в этом плане мы подходим так, используем банковские инструменты, сколько мы можем, за исключая вот этот риск риба, ростовщичества. При этом мы должны конкурировать с банками. Обычно рыночная конкуренция. В случае, да, когда тут в МВидео, например, да, ты говорил, 10 тысяч он стоит, магазин продает банку за 9, банк перепродает. Нет такой схемы. Какая схема? Есть 3 стороны, но покупатель, человек, который хочет купить телефон, он занимает кредит у банка целевой. Деньги поступают не этому человеку, а напрямую через него ему открывается потребительский кредит целевой, да? Он эти деньги, сам человек отдает за телефон, через него, он не получает их на руки, но через него ходит в ритейл. И человек получает телефон. При этом, если с этим телефоном что-то случится, банк не несет никакой ответственности. Совершенно верно. Да, он говорит, я дал только деньги. Мне верни, пожалуйста, вот ты 100 тысяч взял, 120 верни через год. Не волнует, что с этим телефоном случится, он бракован, не бракован, вся ответственность на тебе. Если не заплатишь вовремя, тебе еще пени, штрафы, если это не сделаешь, приставы придут, заберут холодильник. Не, этого я понимаю, это же мы поняли. И вот эти 1000 рублей, о которых я говорил, что магазин сделал скидку. Да, он делает скидку, это уже 1000 рублей, это есть наценка на эти деньги. 9 тысяч рублей, 1000 рублей это проценты. Да. Но получается не 1000, а в случае, как мы сказали, 10, 15, 20. Примерно наша наценка, я чуть позже приведу пример, тоже или могу даже сейчас это сказать, рыночные условия одинаковые для всех. Просто из-за того, что у банков есть свободный доступ к капиталу в лице ЦБ, который им дает под ставку рефинансирования под 6-4%, да, сейчас она выше, тогда выдает неограниченное количество денег, если ты в нормативы укладываешься, если ты выполняешь строго нормативы банковской ликвидности и так далее, множество нормативов. Он тебе дает неограниченное количество денег. Пожалуйста, осваивай. Пожалуйста, выдавай кредиты. Пожалуйста, возврат обеспечивай. У тебя нет ограничений, по сути. Здесь, в случае с МВидео, такими, кстати, с МВидео мы сейчас партнеры. Мы в прошлом году запартнерились официально, Тасним, одна из первых компаний на Кавказе, которая запартнерилась с МВидео, и потом уже пошли По всем точкам или только в Ингушетии? Только в Ингушетии. Нам предлагали вообще Кавказ взять. Мы сказали, давайте с Ингушетии начнем, и потом перейдем на остальные. Они, видимо, переговоры одновременно со всеми вели, и почти одновременно, чуть не знаю, сколько-то недель позже, для Либа включились в этот МВидео. Я знаю, в Чечне тоже. На самом деле мы зарабатываем одинаково. Просто мы не можем взимать проценты, пени, штрафы. Почему банк делает дешевые кредиты? У банка есть big data. Например, выдали они тысячам своих клиентов кредиты. По статистике они видят статистику так же, как и мы видим статистику.
что из 1000 выданных кредитов 700 выходят на просрочку. По ним мы начисляем пени-штрафы, ну, не слабые. Соответственно, это идет как бы в их доход. То есть усредненная процентная ставка, даже если там, да, декларируемая ими процентная ставка, там, кредит под 10% годовых, ты заходишь туда, там, ты должен купить страховку, там, страхование жизни, страхование своего дома, там, мелким шрифтом еще что-то должен сделать, еще. В итоге она у тебя добегает, там, 12, 13, 14. Это ты узнаешь в последний момент, когда ты уже, там, получил товар, уже оставаться с ним хочешь. В итоге под такую ставку, потом, если ты не заплатишь вовремя, ты платишь пени-штрафы, и усредненная процентная ставка для банка, она выше, чем изначально была декларирована. Мы себе такое позволить не можем. Мы не можем себе использовать мелкий шрифт. Мы должны сразу оговорить конечную стоимость товара. Что бы там ни случилось, мы не можем взять больше, требовать больше. И вот в подтверждение этих слов я знаю, что мы дороже банков. Я знаю, что мои коллеги, я их называю коллегами, не конкурентами, да, Альбарака, там, Купитак, Кристалл, мы коллеги. Коллеги в том плане, что у нас как бы, да, у нас не совместный бизнес, но мы вот в этом направлении, я считаю их своими коллегами, компаньонами, грубо говоря. Конкуренты у нас это банки. И то я при личных встречах говорил, да, вот руководителям этих организаций, что мы компаньоны, мы бросать это дело не имеем права. То есть задача в том, чтобы, да, дать альтернативу людям дешевую, доступную вот этим потребительским кредитам. Значит, буквально месяц назад, ну, до выезда в Казань, где-то недели 2-3 назад, меня пригласили на совещание по поводу там ГУП «Автотранс». Вот помните, ДТП был на въезде в Магаз с участием, там, ну, дети в маршрутке. Да. 6 человек. Да, вот после этого ДТП там остановили все эти частные маршрутные такси, они типа там старые, там лицензии и так далее. И вопрос стал обновления парка этих участников транспортных средств. И меня пригласили там есть одна компания у нас здесь местная, они являются дилерами многих заводов, и пришли наши местные бизнесмены, которые занимаются пассажироперевозками, и вопрос стоит финансирования новых микроавтобусов, ну, вот этих «Газели», там, других. И такой, они там в один голос, там мы больше 50 тысяч в месяц платить не сможем. Сколько у вас там стоит машина? Это там 3 миллиона, 2 700, что ли, 3 с чем-то, не помню. Мы больше 50 тысяч платить не сможем. Вы сможете нам халяльное сделать? Я говорю, это нереально. Там, и на такой срок, который вы говорите, это вообще математика не укладывается. Там не халяльно не надо. Ну, там «Газпром» лизинг есть, там, и так далее, там, тому подобное. Я говорю, вы знаете, мы мы можем пойти на встречу, сколько мы можем. Давайте посмотрим, сколько мы хотя бы можем. И они говорят, нам халяльное не надо, то есть нам не халяльное не нужно, нам нужно халяльное. Там представитель ГУП «Автотранса» там был, и вот эти вот бизнесмены. И я говорю, они пока там общаются, я говорю, давайте, где этот калькулятор лизинга, «Газпром» лизинг? Открываю калькулятор, мы сейчас прям можем зайти туда посмотреть. А ну-ка, там одинаковые условия забиваю, там 3300 машина стоит, 700 тысяч первый взнос, и на 2 года ставлю, там смотрю, там, серьезный платеж, 195, что ли, тысяч. Открываю свой калькулятор, который мы там, автомобили продаем в рассрочку. Открываю калькулятор, тоже такие же условия забиваю, смотрю, что-то не понял. Разница на 2 года всего лишь 2000 рублей. Конечная или ежемесячная? Вот ежемесячный платеж, их же интересует ежемесячный платеж. Да. Если мы делаем на 2 года одинаковые условия абсолютно, стоимость покупки машины, первоначальный взнос, который делается, срок 2 года, ежемесячный платеж у «Газпром» лизинг получается 195 тысяч рублей, у «Тосни» получается 197 тысяч рублей. При этом мы несем ответственность за капитальный ремонт этой машины, текущий ремонт на нем. При этом страховка, мы не можем на него перекладывать, если это ОСАГО, мы ее должны сделать. При этом мы несем ответственность за этот товар полностью, до момента последней выплаты. А «Газпром» лизинг, если мы посмотрим лизинговый договор, любой, вот буквально на днях я делал экспертизу одного договора, там наш брат в Москве стоматологию делает, и там лизинг оборудованием предлагают. Лизингополучатель, лизингодатель и компания, которая продает оборудование. У лизингодателя вообще никакой ответственности нет. Я работал в лизинговых компаниях, я вообще знаю. никакой Я удивился, что ты сказал, что на вас там ОСАГО, на вас обслуживание. Да, Выджара,
Иджар — это Ничего себе. договор аренды, финансовой аренды его называют, или договор аренды там, имущества, транспорта и так далее. Собственник, я являюсь собственником. Так же, как в квартиру, когда я сдаю квартиру, капитальный ремонт этой квартиры, там, поломка поломалась, кран поломался, это мои проблемы, я должен его починить. Там, не знаю, в душевой что-то случилось, я должен починить. Газ не идет, я должен починить. Я как собственник. Не за счет арендодателя, не за счет этого арендатора. Это вот исламский лизинг, исламская иджара, она такая. Ну и вопросы, в принципе, отпали. То есть, да, вот я говорю, у нас слишком низкие наценки, нам придется повышать. Ну, честно говоря, за 2000 рублей я бы подписался. Ну, вот это вот мы сейчас прям можем, это сайт же доступный, мы можем зайти в Газпром лизинг и посчитать. У нас тоже калькулятор доступный. Любая марка автомобиля или конкретно автопарк. Ну, под лизинг они считали именно грузов. У вас Нет, у нас как бы любая, ну, как бы мы старую, там, допустим, там, 15-летние машины не продаем, они как бы, да, ржавеют быстрее, чем там клиент оплатит нам. Поэтому такие, ну, более-менее нормальные, которые поездят еще машины. БУ, не БУ, ни разницы нет, новые. Вопрос весь финансирования. Ты говорил про разницу исламского банкинга и обычного примитивного банкинга. В чем разница между исламской рассрочкой, просто людям будет это интересно, и между исламской рассрочкой и классическим вариантом рассрочки? Значит, и в том, и в другом случае человеку, клиенту необходим какой-то товар. Что-то он хочет, на эти деньги он что-то хочет сделать. Вот получил деньги, он же их сами съесть не может, он куда-то должен их потратить. В случае с банковским кредитом, да, банк выдает человеку деньги. Если это целевой кредит, как я раньше говорил, да, там, он их на руки не получает, а там за какой-то там гаджет, да, или там бытовую технику, или машин, там, если автокредит, сразу он целевой. А в случае с потребительским кредитом эти деньги могут уйти в казино, в какой-нибудь бар, дискотеку. На лоузеры. Там, на лоузеры. Да, ну, куда угодно могут уйти. Добавленную стоимость этот кредит не возымел. Как бы, да, или этичную добавленную стоимость, можно сказать, да, и как бы нет ее. То есть банк выдает деньги под проценты. Вот то, как бы, да, под проценты имеется в виду процент и у нас есть, и в банке есть, но процент он сам не харам. Да, так же, как, допустим, литр не харам, так же, как килограмм не харам. Килограмм, допустим, свинины тоже не харам. Его есть харам. Пусть она лежит себе, да, это не харам. Литр, допустим, водки тоже не харам. Мазать ее тоже не харам. Пить ее харам. Литр. То же самое процент. Смотря к чему ты прикладываешь процент, он становится, да, запретным или разрешенным. Здесь выдаются деньги, и ты взамен требуешь большее количество денег. Это уже часть риба, вид риба. У риба много видов, да, у ростовщичества много видов. Дальше, если ты, так, да, хорошо, зашел ты в этот вид риба, хорошо, ты взял там 100 тысяч под 120 потом отдать. Ладно, а если ты еще договоришь, если ты вовремя не отдашь, тебе нужно будет не 120 заплатить, а еще больше, это уже второй грех, как бы, да, вот идет вот такая волна. При этом банк отдает деньги, человек идет, покупает там, что хочет делать с ними. В случае с партнерскими финансами, да, в случае с товарной рассрочкой по нормам ислама, что происходит? Человеку не выдаются деньги на руки, если это только не называют его кард аль-хасана, да, долг беспроцентный, просто как бы, да, ровно ты, там, даешь деньги человеку в долг, чтобы он со срочкой там, эту же сумму возвращал. Это отдельно благотворительное направление, которое мы сейчас хотим тоже запустить. В случае с товарной рассрочкой ты говоришь ему, что тебе нужно. Там, он говорит, мне нужен холодильник. Какой? Вот такой. А где он там есть? Значит, мы ему говорим, слушай, вот мы его можем тебе купить за 100 тысяч рублей и продать тебе за 120 там, на год. Ты согласен? Он говорит, да, я согласен. Он смотрит свой ежемесячный платеж, как правило, он не смотрит на наценку. Да? Ну, есть такой небольшой процент людей, которые говорят, у вас слишком большая наценка. Как правило, большинство людей смотрят на ежемесячный платеж. Осилю я его, там, прокормив семью, там, детям и так далее, там, жене, обучение, оставить свободную часть денег, осилю ли я вот эту рассрочку? Он говорит, да, я согласен. При этом мы можем купить этот холодильник, и до момента продажи этого холодильника ему он имеет право отказаться.
То есть, да, вот он говорит, да, мне нужен холодильник. Мы его купили, мы стали полноценными собственниками этого холодильника. А не отдали ему деньги. Или там не отправили этому поставщику деньги и сказали ему, иди забирай там. Нет, мы становимся собственниками этого холодильника. И если он говорит, я отказываюсь, мне не нужен. Ну, я дом сгорел, зачем мне холодильник? Он должен иметь право от него отказаться. И мы... Без штрафных санкций. Да, без штрафных санкций, без ничего, он остается у нас. Да, есть инструменты, называют там Хамиш GD и так далее. Допустим, он хочет подводную лодку купить, например, да. Ну, да, там в Ингушетии хочет купить подводную лодку. Он ее купил, если он вдруг ее там у нас не заберет, у нас какие-то издержки должны быть. Мы здесь ее на рынке не продадим, как iPhone. Нам нужно будет куда-нибудь транспортировать в другое место. В этих случаях мы имеем право удерживать, вообще по нормам ислама, мы имеем право удерживать у него издержки на транспортировку, на доставку и так далее. Но купить, вынуждать его купить мы не имеем права. Он волен отказаться, мы вольны отказаться в продаже до момента заключения договора. Он может отказаться до момента, пока этот товар к нему не приедет, я правильно понял? Нет. Даже если к нему товар приехал, вот холодильник пришел к нему, вот да, мы привезли его, а у него сгоревший дом. Он нам еще деньги не оплатил, мы с ним договор не подписали. Зачем ему холодильник? Окей. И вот в этом отличие. Да, вот в этом отличие. То, что он имеет право отказаться, в этом есть справедливость. Да, он может сказать, мне не нужен. Мы можем потребовать у него хотя бы там расходы на транспортировку до тебя и обратно на склад. Мы его продадим там другому, хорошо. Но вот в этом есть справедливость этих исламской товарной рассрочки, да, от кредита. И мы несем ответственность за... Даже если мы продали холодильник, когда купили допустим, у Чаборза, продали другому человеку, он говорит, а тут фреона нет в этом холодильнике. Мы не можем ему сказать, мы не знаем, там, иди, он там покупали, с ним разбирайся. Нет, мы тогда не являемся исламской финансовой компанией. Отличия от банка, в принципе, нет. Мы берем на себя ответственность. И если вдруг он говорит, а я ничего не знаю, там, разбирайтесь сами, допустим, отказался он под лицом, да, мы должны ему возместить в рамках гарантии все, что он требует. Честно говоря, и вот эта гарантия, она по умолчанию к любому договору не за дополнительную оплату, правильно же? Это включено как настройки по умолчанию. Допустим, мы делаем сквозную гарантию. Допустим, нам предоставляют год гарантии, да, полную гарантию, например. Мы эту же полную предоставляем. Допустим, здесь нам говорят 2 недели, допустим, да, на телефон гарантию. Мы можем от себя сказать год гарантии тебе. Мы сами даем год гарантию. Но при этом к нему можем обратиться только лишь, если там в течение 2 недель что-то случится. Она не по умолчанию включена, а это как бы маркетинговое предложение дополнительное. Говоря о финансовых трудностях тех же потребителей, клиентов, заемщиков, правильно говорить в данном случае? Можно сказать заемщиков, да. Клиентов, да, лучше правильно. Есть ли какой-то вариант реструктуризации долга, если человек попал в такую ситуацию? Он у вас взял рассрочку, допустим, там, на 500 000 рублей, прям на второй, на третий день не получается. Да. И не получится, скорее всего. Что делать? Значит, у нас было 2 или 3 случая смерти наших клиентов. В одном случае мы узнали, что он умер до того, как его родственники узнали, что у него был долг. Мы его простили. В другом случае нам вернули деньги, после этого только узнали, что он умер. В третьем случае, вот это был относительно давний случай, когда клиент нам очень долго не отдавал. И вот есть даже запись, аудиозапись, да, там, в службе безопасности, что ты будешь делать, у тебя же долг, ты зарабатываешь, ты там ездишь там куда-то там, по-моему, на СВО ездил, не знаю, или там дома был. Что ты сделаешь, если умрешь с этим долгом? Отдай деньги, это же небольшая сумма. Он говорит, все, брат, я вот во вторник приду, этого разговора, значит, в субботу, он говорит, во вторник приду, отдам деньги. Наступает вторник, он забыл, видимо, безопасник напомнить ему, не помню. В среду мы узнаем, что он умер. Человек, который должен был во вторник отдать деньги, он умер раньше. То ли в понедельник он умер, не помню я. Но в среду мы узнаем, что он умер. То есть он умер с долгом. Вот такие случаи тоже есть. Мы этот вопрос решили с точки зрения, по нормам ислама, подойдя к этому комплексу. Но реструктуризация, что делает банк в случае с реструктуризацией? Банк тебе выдает новый кредит на погашение старого, заключает с тобой новый кредитный договор, чтобы ты этим кредитным договором погасил долг и проценты по-старому, и ты выплачиваешь, уходишь на новый срок. С новым сроком, другим ежемесячным платежом.
В случае с исламским банкингом, после того, как ты передал товар, заключил с ним договор там, на энное количество месяцев, там, такой-то ежемесячный платеж, уже после этого, вот мы ударили по рукам, подписали договор, отошли, вот после этого менять что-то, там, у меня не получается, там, давай мне больше сделай, там, на год сделай мне, такого делать нельзя. Если у него реально сложная финансовая ситуация, Всевышний в Коране говорит, если вы простите, для вас будет лучше. То есть простить все, да, для нас лучше. Дайте отсрочку. То есть обязанность дать отсрочку, мы обязаны дать отсрочку, если у него сложная жизненная ситуация. Если неуплата со стороны клиента, вот самые жесткие с вашей стороны меры? Самые жесткие меры, если, допустим, у него есть, там, не знаю, 3 велосипеда, 2 машины, мы вынуждаем его продать там 2 велосипеда или 1 машину, отдай деньги. Или, допустим, у него там, не знаю, люкс-класса машина, продай, купи подешевле, отдай деньги. Как бы вынуждать, как его бить нельзя, по шариату вообще бить, как бы и по закону российскому его нельзя бить, да. Просто мы вынуждаем, там, родственники, имам, там, друзья и так далее, вынуждаем его погасить свой долг. Самое жесткое, что мы делали за всю эту историю, мы просто выезжали и говорили, много на повышенных тонах, что за беспредел. Ну да, человек отдавал деньги. У меня возникло 2 вопроса из того, что ты сказал. Первый небольшой даже комментарий. Банк, ты привел пример, что они дают новый кредит под новые проценты. Это одна из мер. Да, есть одна из мер. Понятие, как кредитные каникулы. Там, отсрочку дают. Это тоже не предусматривается. Предусмотрено, я же говорю. Ты, если человек в жизненной ситуации сложной, ты ему просто даешь отсрочку. Вот говоришь, когда у тебя получится. Ты, допустим, остался у него долг 60 тысяч рублей, там по 10 тысяч в месяц должен был полгода давать. Не может он. Прошло полгода, не может по 10 тысяч отдавать. Он говорит, у меня за работу потерял. Ну, хорошо, давай тогда, ты сможешь по 2 тысячи заплатить? Да, давай 2 тысячи будешь платить там в течение такого-то времени. Если получится раньше, отдашь раньше, да, проблем нет. Окей. Второй вопрос касательно аудиозаписи с должником. Я видел, может быть, я видел что-то другое, но видел у Аль-Барака, по-моему, это... Насколько вообще правильно выкладывать такого рода видеоролик на всеобщее обозрение? Это видеоролик? Ну, это был видеоролик, как он общается по телефону. Видеоролик, как общается. Смотри, то есть я вот сейчас общаюсь по телефону с должником, Магомед производит видеосъемку, и эта видеосъемка попадает в сеть. Ну, я надеюсь, там без имен, да, без персональных данных, да? Просто как бы голос есть? Просто, голос да? есть, Да. голос. Ну, это же, если это делается без имен и нет возможности идентифицировать говорящего, да, по ту сторону телефона, то я считаю, что в этом есть назидание. Окей, хорошо. Мой голос многим известен. Мой голос был известен тогда, когда не было известно мое лицо по предыдущей моей деятельности. Меня многие узнавали. Твой голос я бы не снимал. Вот, допустим, это был бы я. Это было бы правильно? Это было бы неправильно. Это было бы неправильно. Это неэтично. На самом деле, многие финансовые компании применяют не совсем корректные этичные методы по взысканию долгов. Но есть люди, которым и эти методы, их мало, этих методов. Просто я, когда вот захожу в службу безопасности, я там провожу максимум 5-7 минут, когда они общаются. Потому что я не выдерживаю столько. И поэтому у них там такие привилегированные условия для них, да, там каникулы больше, там премия, отпускных больше. Это реально стрессовая ситуация. Стресс. Это, представь, вот ты общаешься там с сотнями людей ежедневно, там не все же такие ангелы, да, энергетические. Большинство энергетические вампиры. Они прямо, ты разговариваешь с ними, полностью всю энергию у тебя съедают. Поэтому выкладывание, вот историю, которую сейчас я говорю, да, я же без имен ее сказал, да, в этом должно быть назидание для людей. Были ли случаи, что вот намеренно берут у вас товар через вашу рассрочку, понимая, что не смогут оплатить? Конечно, были. Да, были такие случаи, и они и сейчас есть, и мы учимся, да, мы выявляем эти случаи. А были случаи, когда мы знали, что человек покупает какую-то вещь, обычно это бывают телефоны, и, как правило, это бывают айфоны, чтобы их обналичить, да, грубо говоря. Покупает, он его там на 5 тысяч дешевле продает, сам залетает, грубо говоря, на эту наценку, да, которую мы делаем, плюс еще вот эти 5 тысяч, ему деньги нужны на что-то. Мы когда узнаем, да, этот случай, допустим, если это случай по медицинскому, допустим, выезд нужен, там, да, расходы на транспортировку, у нас было несколько случаев, когда мы просто безвозвратный долг, беспроцентный долг давали.
Там женщина, да, нужно было в Питер ехать с ребенком. Она покупала телефон. Я знал, как, безопасники знают, что этой женщине такой телефон не нужен. Обычно так бывает. Да. И они разузнали, для чего нужны деньги. Они мне говорят, вот так. Мы просто ей дали деньги эти в долг. И она там раньше, чем даже сказала, по-моему, намного раньше отдала их, потом вернула. То есть из обычного фонда нашего мы выдаем. Это смотря какая ситуация, например. Бывает так, что да, вот эта вот аптечная наркомания, ты сразу видишь, когда человек подает заявку, для чего ему это нужно. Очень частые случаи вот этого. Как правило, это бывает на таком высоколиквидном товаре. Я считаю, что айфоны, они, можно сказать, наравне с долларами и рублями можно считать видом ликвидностью, да, потому что прям с первого класса и там до 60 лет все знают, сколько стоит там такой-то телефон, такого-то цвета там модели, да. В Ингушетии любят ликвидные товары. Да. Это Камри, допустим. Как наличка. Хасан, что такое служба безопасности Таснима? Вы вообще смотрите ли кредитную историю человека, который подает заявку? Да, служба безопасности в обычном понимании коммерческой организации это компания, это отдел, который отвечает за физическую безопасность, первое, да, видеонаблюдение и так далее. Плюс там криминальная история клиентов, там вообще факты воровства и так далее. В нашем случае это в том числе и это, да, но дополнительно это скоринговый отдел. Отдел, который оценивает риск невозврата суммы. То есть они принимают решение дать человеку, продать ему вещь или не продать. То есть языком банка выдать ему кредит или не выдать. И когда они принимают решение, уже запускается другой, целый механизм. Наш представитель выезжает на точку к партнеру, выкупает товар, получает его на руки, там, или если он не транспортабельный, да, там, не габаритный, да, он его как-то, да, обозначает, что это наш, да, и уже перепродает нашему клиенту. Есть ли какой-то шариатский совет у Таснима, который проводит аудит, все, что связано со сделками? Да. Допустим, для пояснения зрителю, я оставляю заявку, например, на приобретение чего-то, что может не подходить по нормам ислама. Сама вещь, я имею в виду. Да. Есть ли такой совет? Любая компания, которая занимается рассрочкой по нормам ислама, обязана иметь, вообще в России, да, это такая практика, обязана иметь внешний шариатский контроль и внутренний. Внешний это, допустим, это такая, общий надзор, это типизация договоров, это типизация сделок, соответствие той или иной сделки нормам ислама. И дальше идет уже процесс внутреннего контроля шариатского. То есть можно ли купить ту или иную вещь. Или, например, можно ли купить товар, когда, допустим, Мухаммад хотел у нас купить в рассрочку автомобиль, пошел, отдал залог покупателю, 5-10 тысяч рублей, не продавай, я у тебя куплю, потом пошел к нам за рассрочкой. Да, я хочу ту машину купить, сделайте мне рассрочку. Я ему уже 10 тысяч отдал. Вот такую сделку делать, мы не имеем права ее покупать. Даже если ты пойдешь, деньги вернешь, мы ее можем купить, но при условии, что мы не ограничены продажей этой машины именно тебе. Мне. Да, то есть мы можем ее продать кому угодно, и ты не имеешь права требовать продать ее себе. Он не имеет права требовать продать ее тебе. То есть это наша вещь. Кому хотим, тому и продаем. Не хотим, себе оставим служебный автомобиль. То есть вот такой шариатский контроль внутренний. Этим пока занимаюсь я, но когда мы будем масштабироваться, это необходимо. И, в принципе, у нас все сотрудники, они, по сути, являются таким внутренним шариатским контролем. Мы сейчас буквально через пару недель должны провести тестирование, где все сотрудники его проходят по основные инструменты исламского финансирования, там Мудараба, Мурабаха, Иджара, Салям, да, по этим вопросам, стандартам, они проходят тестирование. Они его сдают. Если не сдают, допустим, да, они лишаются определенной надбавки за выслугу лет, например. Да, у нас есть ежемесячная надбавка за выслугу лет, это лояльность компании. И прочее. В принципе, любой сотрудник им является, внутренним шариатским контролем он является. Про цифры, возвращаясь к началу. Ты сказал, что в прошлом году около 1,5 миллиона рублей. Это была 25%, то есть четвертая часть от общей прибыли. Нет. Это было профинансировано на эту сумму, а заработано было больше.
Вот я хотел поговорить про эти цифры. Это открытая информация? Ты можешь об этом говорить? Да. Сколько это приносит, вот Тасним, сколько это приносит денег? Ну, сейчас вот именно Вакф генерирует где-то до 400 тысяч прибыли ежемесячно. Прибыли ежемесячно за минусом? Да, чистые прибыли. То есть вот это деньги, которые можно расходовать на социальный проект. Сколько человек вы обеспечили работой? Так, по-моему, 15 человек на сейчас. Кстати, вот сегодня как раз я шел на собеседование, это как бы как раз я шел на подкаст сюда, и вот сотрудник пришел, ну, как бы соискатель пришел, говорит, я пришел на собеседование. Мы еще одного нового нанимали. Вот он, там остались они с финансовым директором на собеседовании. 400 тысяч чистой прибыли, получается, умножимое на 4. Это ответ на твой вопрос? Да. Умноженное на 4, на одного человека, на одного учредителя, 400 тысяч рублей. Да, вот именно на это, 400. Но там нужно сказать, что это же не там здесь доход как бы финансовым языком, доход от вложений и доход как собственник. У Вакфа есть определенное тело большое, которое там люди, его пополняли, и этот доход в том числе и от этого, не как собственник, доли. Средняя заработная плата твоих сотрудников? Средняя? Мне интересно просто, насколько ты хороший работодатель в этой... Я сейчас тебе скажу. Пока цифры прям меня радуют. Без социального пакета больше 60 тысяч. Ну... Где-то около 70. Без социального пакета. Что входит в соцпакет? В соцпакет входит бесплатный фитнес-зал, любой. У нас почти все ходят в «Импульс». Это отпуск оплачиваемый, ну, как бы по трудовому законодательству. Это, значит, премии на свадьбу, там компенсация медицинских затрат его сотрудника и членов его семьи. Это вся литература, любая литература, которая нужна ему, как бы, в рамках его деятельности. Все курсы повышения квалификации, любые, которые повлияют прямо или косвенно на результат деятельности, это все в рамках, как бы за наш счет. Ты крутой работодатель. Да, стараемся. Очень классно. В прошлом месяце мой менеджер по продажам заработал больше, чем я. А это говорит о том, что правильно выстроено, процесс работы правильно выстроен? Да, я не считаю, что это правильно, но ты лично так считаешь? Не, на самом деле он заработал, но этот сотрудник, который там один выполняет больше, чем 3 других. Как бы он такой, и есть такие, как бы, экстремумы, можно сказать, да. Вот есть факт, например, он заработал больше, чем я в прошлом месяце. Именно имеется в виду, как бы, если зарплату говорить, с KPI, там, со всеми делами. Соцпакет в «Импульс» — это нынче не дешевое удовольствие. Сколько? Где-то рублей 5 в месяц. Да. Где-то 4 с чем-то, я не помню, как бы мы же... Я говорил про годовой абонемент. Годовой это дешевле будет. Годовой чуть дешевле, да. Мы же, ты же сказал, мы не спорим, конечно, мы по ежемесячным платежам. Да, мы же оптовики у них, оптом покупаем, поэтому чуть дешевле нам покупается. Интересен вопрос о невозвратности. Сколько процентов невозврата, скажем, из 100 рассрочек, сколько не возвращается? Меньше 7%. Меньше 7%? Да. Да. То есть из 10 это меньше 1? Из 100 это 7. Я вот 10 рассрочек ты выдал, то есть это 9,3 возврата. Да. Это много или мало? Это очень мало. Да? Это очень мало. Это показатель о том, когда говорят, что вот наши, там, как такой бизнес среди нас возможен, там, наши люди там такие, там, да, вот про ингушей говорят, война, хаихи, может, ему там, ситуацию, чтобы там, чайдош хочешь, да, стукмуали. И это вопрос о том, и я всегда говорю, и мой партнер говорит, на что вы ссылаетесь? На личный опыт с одним человеком? Да, он тебе не дал деньги. Ты ему дал, дал не по шариату, например, или там дал не посчитав, там, или дал не на то. Или не он тебе не вернул. И он этот опыт, экстраполяцию делает на все общество. А может быть проблема в этом человеке, который говорит, понимаешь? Да, возможно в нем, возможно конкретно в нем. Но у него нет достаточной выборки, чтобы судить о массе. А вот мы можем сказать, что у нас, вот я сейчас цифрами, да, если мы скажем, 7%, да, это сколько 7%? Из 10, из 100, из 1000. У нас на сегодняшний день около 15 тысяч кейсов, которые мы прошли. Угу. Да, есть отказы, с которыми мы не вступили в эти финансовые взаимоотношения. Но у нас 15 тысяч кейсов, которыми мы сработались, подписали договора. Из них у нас меньше 7.
Это очень мало. Весь вопрос, Это знаешь, в он чем? вот час назад говорил о том, что в банках сколько не возвращается? 70% ты Ну, в сказал, банках да? вообще нет задачи его, как бы их вернуть. Они Да, задача чтобы выдать наоборот, максимально, потом списать да. коллекторам, да. То есть, Прикинь. там, кстати, отбор тоже не слабенький. в банках, на самом Плюс, деле. ну там еще в банках, что? В банках, если у тебя нет кредитной истории, это считается, что это плохая кредитная история. Совершенно верно. А в банках нужно, чтобы у тебя была история кредитная, при этом, если ты погасил досрочно, у тебя плохая кредитная история. Потому что надо платить больше. Ты должен платить дольше процентов, и да, больше, да, чтобы проценты капали. чтобы показать, что ты длительное время можешь Да, а для нас, погашать. наоборот, если он досрочно гасит... Идеология другая. у вас, Другая и идея. всё. То есть вопрос вообще справедливости. Вообще, мы сейчас же все время говорим про отношения клиента, то есть компании и покупателя. Справедливые отношения. Но есть же еще отношения между нами и теми, кто там, да, вкладывает деньги, как бы, да, или там теми, кто дает деньги, да, его называют рабуль-маль, инвестор, тот, кто владеет средствами. Там тоже принцип справедливости. Мы про инвестиции поговорим буквально через пару минут. Вопрос по поводу справедливости. Если я оформил рассрочку на год, такая есть, да? А погасил через 2 месяца, перерасчитывается, конечно? Да, да. По мнению большинства ученых, как бы, да, тот, кто выдал, да, вот такую рассрочку, он имеет право не делать скидки. Потому что ты договорился о том, Ты договорился, что будет да. выплачено Но больше. по мнению Ибн Тайми, единственный, по-моему, ученый, рахималлах, по его мнению, долг, который возник, наценка, которая возникла по причине отсрочки, должна быть уменьшена. И в договоре ты не имеешь права ее прописывать, как бы, да, но по мнению Ибн Тайми имеешь право, но если ты в договоре прописываешь, что если ты погасишь раньше, тебе будет скидка, это неправильно, это не шариатский договор. Это обратная сторона медали, когда ты говоришь, если ты отдашь позже, тебе нужно будет заплатить больше. Да, это тот же самый кредит. Поэтому, когда он просрочку делает, мы не имеем права требовать больше, но он имеет право, как бы, да, право нам оплатить. Да, сам добровольно может заплатить больше. В случае, когда, допустим, он гасит раньше, он не имеет права требовать, но у нас есть право добровольно делать ему скидку. Вот о цифрах. На октябрь 2025 года на 4,4% увеличились у жителей Ингушетии сбережения в вкладах. Это около 15 миллиардов, по-моему, в сумме. Неужели вот население не понимает и не осознает вот этого вопроса расточительства? Раз такие деньги... Ростовщичество, да. На самом... Риба, короче говоря. Риба, да, риба. Да. На самом деле это очень серьезная проблема. Это очень серьезная проблема, потому что есть очень много людей, которые думают, что если я брать кредит харам, брать его запрещено, а вот положить деньги в банк под процент, что тут такого страшного? Да, вот именно уверены, что в этом нет ничего плохого с точки зрения ислама. Я же не плачу проценты, да, я же думает он. как бы я не плачу им процент, я у них кредит не взял. А отдать банку под депозит, чтобы там сохранить деньги и получать проценты, что в этом страшного? Да, вот такое понимание есть. Это, конечно, это вопрос просвещения населения, это вопрос того, что с мимбара мечетей, да, мы как бы, да, в другое направление у нас крен в этом вопросе. В соцсетях об этом мало говорят, да, у нас в этом направлении тоже сейчас работа ведется. Вот такое понимание есть. Если говорить о цифрах, то можем сказать, вот банк, который недавно у нас открылся, да, у нас называют его зеленый, синий, желтый, красный банки, да, синий банк открылся буквально, чуть больше полугода. Скажем, как есть в ВТБ. Да, чуть больше полугода назад. Через 4 месяца, эту информацию можно ее выкопать, в принципе, да, но у ЦБ, на сайте ЦБ нет отдельной как бы, да, цифры по конкретному банку. Есть информация по региону в целом, об уровне потребительского кредитования, там, автокредитования, ипотеки и так далее. Вот информация по ВТБ, например, да, через 4 где-то месяца после его открытия, или 6 месяцев, не помню. У нас единственное отделение в регионе. Да. На депозите ВТБ здесь открылось 4 миллиарда, получилось 4 миллиарда рублей. 4 ерда
денег под депозит, под проценты. Мы сейчас перед началом подкаста пытались найти информацию на ЦБ, но у меня на рабочем месте есть как бы, да, закладка, где на сайте ЦБ есть информация. На февраль месяц этого года объем потребительского кредитования в банках Ингушетии был на уровне 1,9 миллиарда рублей ежемесячно. То есть там была потребительский кредит, это за исключением авто, ипотеки. Там, да, вот этих двух. Да, просто на нецелевые нужды. Нецелевой кредит, или там тот же самый ритейл, там целевой в том числе, да, гаджеты, NVIDIA и так далее, да. Это вот объем розничного кредитования. 1,9 миллиарда рублей в месяц. Действующий. Это вот там была цифра на год, мы ее разбили там на месяца, и этот месяц получалось так. Это задолженность, да, там выданные кредиты, плюс депозиты. То есть средства на депозитах в банках в Ингушетии, ну, как правило, это один банк, да, вот мы знаем, да, там Россельхозбанк особо как бы не занимается этим. Больше 2 миллиардов на депозите. Хасан, вот из этих 4 миллиардов, которые в одно лишь отделение только принесли, есть примерно статистика, сколько в среднем один клиент кладет на депозит? Не это могу 100 сказать. тысяч рублей, миллион рублей. Я просто хочу понять, сколько людей. Я даже примерно не смогу сказать, но я знаю, что это, как правило, такие сбережения, как, допустим, ну вот у нас на материнский капитал, ну до 1 миллиона рублей, мне кажется. Пускай это будет 1 миллион рублей. Я вот открыл калькулятор, считаю. 4 тысячи человек в среднем. Если... Ну, это на самом деле, это больше людей должно быть, потому что, ну, там 1 миллион рублей, это средняя цифра. Да даже если так... Даже меньше, может быть, больше людей. 4 тысячи человек это жители крупного села. 4 тысячи человек не имеют, скорее всего, представления о том, что это так же харамно, как и кредит. Есть люди, которые говорят, я эти деньги туда положил, чтобы было безопасно. Ну вот я проценты брать не буду, я вот то, что положил, это возьму, а проценты отдам, бисмилля, там, да, благотворительность. Вот. Тем самым он как бы не думает о том, что если бы ты эти деньги туда не положил, банк не смог бы выдать кредит он тому, и потом три шкуры с него содрать. Да, и прибыль уходит там, да, не в Ингушетию остается, да, он является налоговым агентом там, центрального региона, там, Москвы, да, этот банк. А его налоги, это они не сюда приходят, они туда утекают. Если бы это так можно было бы делать, то мы могли бы сейчас поехать, там, кого-нибудь там обворовать, да, и Робин Гуда сыграть. Поэтому шариат разрешает только халяльные методы в достижении целей. Не разрешены запрещенные методы в халяльных целях. Я приведу пример почти 15-летней давности, когда я работал в банках. Я был менеджером, который также принимал заявки на кредиты, там, выдавал и так далее. И нас несколько коллег. И к моему коллеге пришел молодой парень оформить кредит на... Ну, и ты задаешь, на что, как цель. Он говорит, на приобретение мотоцикла. Я думаю, уже многие поняли. Спустя месяц с чем-то пришла его мать и говорит, у моего сына был кредит, он был со страховкой, он погиб в ДТП, и что делать, чтобы его списали? Это был одним из таких первых звонков для меня. Ну, 15 лет назад ты не особо задумываешься, там, кредиты, проценты, работа в банке и прочее. Ну, алхамдулиллах, я в этом уже не участвую. Но какой-то предвещатель, наверное, для каждого должен быть. Надеюсь, что вот этот подкаст послужит для вот этих, возможно, 4 тысяч человек. На самом деле, если эти средства, они как бы с целью сохранности их туда кладут, да, в банк, но сохранить деньги в банке, вероятность такая же, как их, допустим... Держать в бардачке. Не то, что бардачки, да, в бардачке они могут, там, ДТП, там, ты умер, там, кто-то их своровал. Например, в недвижимость, вот ты вложил в недвижимость, да, они надежнее. В банк, если там есть такая категоризация рисков по вложениям, самое низкорискованное и низкодоходное вложение считается в недвижимость. Там, да, жилая, коммерческая. Следующее идет товарная рассрочка. Там не говорят исламская, вообще товарная рассрочка, когда для коммерческий кредит, когда ты реально товар продал, актив, и сделал, как бы, продал его отсрочку, это считается второй по степени надежности и более доходным видом вложения.
Дальше идут там следующие. И самый последний, допустим, сейчас мы можем сказать, это вот криптовалюта, да, фьючерсы, там, торги и так далее. Есть еще там бонды, да, ну, евробонды называют их, облигации федерального займа, они тоже стоят, как бы, да, наравне с недвижимостью и так далее, но там доходность очень низкая, потому что какие гарантии? Гарантии такие, что если государство не развалится, да, ты получишь свой доход. Если государство не станет банкротом, грубо говоря. Ну, а если, допустим, государство станет банкротом или какой-то катаклизм случился, да, там, не дай бог, там, война или еще что-то, то недвижимость, она теряет в цене, ты продать не сможешь ее. У нас те же самые риски. Товарной рассрочки, да, человек стал неплатежеспособен, население полностью, как бы, да, в массе своей стало неплатежеспособным, да, у нас тоже такие риски есть, но не более. А в случае с банками, например, они могут какую-нибудь сделку профинансировать, рискованную, раз кредит невозврат, по нормативу не проходит, приходит ЦБ, отзывает лицензию, все, банкрот. Вкладчику возвращает сумму вклада на величину страхования. По-моему, 600 тысяч, миллион, не помню, какую-то сумму. То есть ты можешь 100 миллионов вложить, физлицам возвращает только часть сумм, которая была застрахована. У меня вопрос. Вот компании, с кем вы сотрудничаете, обязательно, чтобы ООО присутствовал? Ну, зарегистрировано как ООО Да, или вот ИП. это, да, вот перед началом ты мне показывал цитату нашего брата Ахмада. Бизнес в Ингушетии, это нужно понять, да, как там было? Да, это относиться к То нему есть с пониманием. понимания достаточно, да, вместо ООО? Вот у нас раз, такая да. ситуация. Мы одна из немногих компаний, которая работает серую. Назвать белую я не смогу. Как бы в налоговом вообще, как бы, да, это сейчас многие меня сейчас как бы могут там в комментариях, да, может, налоговые органы заинтересуются тоже, но назвать белым я себе не могу. Я могу дать руку на отсечение, что в Ингушетии нет ни одного бизнеса, который работает белую. Как и в России. Мне кажется, вообще в целом по стране, наверное. Ну, кажется, это может, надо вырезать. допустим, тот же самый Сбербанк, да, допустим, ну, ритейлеры, да, вот эти NVIDIA, DNS, про них как бы я как бы умалчиваю, да, они как бы вынуждены работать белую, там, но вот эти схемы как бы, ну, для них затратнее заниматься вот этими серыми схемами. У нас в Ингушетии есть или серый бизнес, или черный. То есть нет такого понятия белый. Черный, когда у тебя амбарная книга, и все. Для записи. Все, ничего больше нет. За сколько купил, за сколько продал, он не знает. Он знает, что у него в кассе деньги есть. Понятие прибыли, там, кассового разрыва и так далее, его нет. Он видит, что у него есть куча товара на складе, у него есть там по памяти или там WhatsApp сообщение, сколько ему должны, дебиторка, все у него в WhatsApp. И там сколько денег сегодня пришло, там в тетради в лучшем случае. Все, это черный бизнес. Серый – это те, которые хотели бы быть белыми, но из-за того, что вот эти черные их тянут, не могут полностью перейти в белую. Мы одни из тех, которые первым критерием заключения договора партнерства говорим: вы работаете в белую, мы можем ли у вас покупать товары, оплачивая вам на расчетный счет. Мы не говорим про НДС. Хотя бы ИП, который там на УСН или там, ну, патент нельзя покупать. Вы хотя бы там, есть расчетный счет, чтобы мы могли со счета вам платить, купить у вас товар. Ну, таких немного. Но сейчас вот изменение в налоговое законодательство, да, вступило в силу. С планки там 60 миллионов по УСН, да, мы в Ингушетии там был льготный налог по упрощенной системе налогообложения 2%. 2%. Да, это было при годовом лимите по выручке 60 миллионов. Да. Но его резко снизили до 20, хотели до 10, да, снизили до 20 в этом году, в следующем году будет снижен до 10. И хочешь не хочешь, бизнес будет вынужден переходить в белую. Но даже этот формат для нас не выгоден, потому что мы как бы за рост. Мы за рост, для как бы нас цель не Ингушетия. Наша цель как бы, да, и за пределы региона, и как бы России и так далее. И работать с НДС, да, мы сейчас ищем партнеров, которые НДСные. Мы как бы будем избавляться, грубо говоря, расторгать контракты с теми, кто не хочет работать в белую. Вот, в нынешнее время это 8%, то, что вот мне предлагали. АУСН. И плюс, АУСН. да, и плюс Ну, сейчас услуги есть, банка. ну, это, да, где-то, эквайринг и так далее. Есть грубо АУСН. говоря, 10%.
Ну, оборот. вот был семинар, Исуд Погоров проводил семинар по налогам в Академии цифрового развития. Там сказали, насколько там был представитель налоговый, он сказал, что в этом году еще эти 2% НДС, этот 2% налог по УСН сохраняется. Но бухгалтер мне сказала, что нет такого, что все, 2% нет, есть 6% с выручки, и плюс 5% НДС, если ты переходишь порог 20 миллионов. То есть ты платишь 11% налога. Чем это, лучше сделать АУСН, о котором ты говоришь. Там 8%. Да. Там уже банк напрямую отправляет сведения в налоговую. От оборотки. Да, от оборотки. В начале подкаста ты сказал, что ты посещал Казань. Там был форум, я так понимаю. Да. Короче, новые знания получал. Мне интересно, как проводится поддержка, если она есть, если в курсе в Татарстане, и есть ли у вас поддержка в Республике Ингушетия? Потому что ваш бизнес, он такой ключевой, я считаю, в этом регионе. Да, вообще, понятно, вот ключевой, не хотел бы я тянуть эти лавры, да, там, на значимость бизнесов, но вообще банковская деятельность, банки – это кровеносная система экономики. Это вот такое правило. То есть дороги – это развивает экономику, банки развивают экономику. Это кровеносная система. Поэтому значимость компаний, которые занимаются финансированием бизнес-проектов, крупных промышленных проектов, в том числе потребительского кредитования, она она непереоценима. В Казань мы ездим. Казань вообще это локомотив вообще исламских финансов, да, можно сказать, да, и Дагестан, и Казань. Но в Казани работают в белую полностью. То есть там нет понятия даже серого. А там работает все в белую, и там все на уровне. Это просто ты недавно был в Казани, да, ты можешь видеть уровень сервиса в Казани. Какие там дороги, аэропорт, мечети, набережные, любая улица. Там вот снег белый. Там машины ездят, снег белый. Он не темнеет, не чернеет. Вот настолько там чисто. И в Казани финансовый дом Амаль, это наши партнеры, братья. Мы часто ездим обмениваться опытом с ними, да, постоянно в контакте, на связи. Мы им помогаем здесь сделки заключать. Я направляю отсюда клиентов к ним, когда, допустим, мы не вытягиваем по финансам. Под свое личное поручительство, кстати, нужно отметить, что Амаль и вообще там другие финансовые компании не заходили в Чечню, а в Ингушетию, только в Ингушетию, насколько я помню. То есть они вся Россия, кроме Ингушетии. Такой у них был, да, принцип. И я это разговаривал с директором, да, я говорю, как так, Хасан говорит, рискованная тема у вас там, просто риски есть. И я потихоньку под личное поручительство, не поручительство с ним, да, а под мое личное поручительство направлял туда клиентов, и одна сделка, один брат, у них уже систематически финансируется. Второй крупный проект, там наш известный бизнесмен, он, по-моему, они не потянули его по финансам, да. То есть я таким образом, можно сказать, завел сюда. Буквально неделю назад, когда были у них в офисе, у них такая большая карта России, висит там с регионами, и булавки, где они там представлены, где у них клиенты есть. Смотрю, в Ингушетии нет булавки. Я говорю, Рустам, что такое? Тут булавки нет. А у нас, говорит, нет клиентов. Я говорю, есть. Под мое поручительство личным. У вас есть клиент поставьте там булавку. И там, в Татарстане, всемирная поддержка от руководства. Мы сейчас ездили на форум. Форум, грубо говоря, это мероприятие по открытию первого сертифицированного центра IOFI в России. IOFI – это Ассоциация по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых организаций. Компания, офис находится в Бахрейне, который занимается стандартизацией исламской экономики по всему миру, исламских финансов по всему миру. Они разрабатывают стандарты. В состав этой организации входят порядка 40 докторов наук в рамках, в исламских финансах, да, это не в том числе. Это можно почитать в интернете об этой организации. Они открывали представительство в Казани. Теперь у россиян будет возможность сдавать экзамены, получать сертификат и становиться специалистом исламских финансов на русском языке. Раньше это было возможно делать только на арабском или на английском языке. Сейчас будет возможность это делать, сдавать экзамен на русском языке и становиться
шариатским экспертом в исламских финансах. Значит, там всемирная поддержка, начиная с Раиса, с главы Татарстана, и начиная там Минэкономики, там, Минюст и так далее, все министерства только за то, чтобы пробить этот закон. И вот изречение Раиса о том, что там были представители Центрального банка. Ну, Набиуллина не было, Набиуллина там видео приветствия отправляла, ее заместители, представители Государственной Думы, руководители министерств, представители СНГ, стран СНГ, в Татарстане тоже были. И вот глава говорит, что этот вопрос мы пробьем. Хотите вы этого или не хотите? Он обращается к представителям федерального центра и говорит, хотите вы этого или нет, мы этот вопрос пробьем. Нам нужно, чтобы экономика развивалась. То есть вот такой подход там к партнерским финансам. Долгосрочный, дальновидный. Да. А у тебя есть поддержка в республике как предпринимателя из этой области? Нужно сказать, что, по крайней мере, нам не мешают. Да, нам не мешают. Даже ЦБ, был у нас случай в апреле этого года, мы анкетируемся. Тасним, финансовый дом Тасним, анкетируется в Центральный банк о нашей деятельности. То есть мы знают о том, что мы исламская финансовая компания. Но Ингушетии нет в реестре. Мы, по сути, не обязаны анкетироваться, но мы добровольно анкетируемся. То есть отправляем сведения о том, сколько у нас там средств, сколько мы выдали и так далее. Это добровольно. И там у нас поменялся сотрудник, я поручил заполнить анкету, он там случайно указал, что там, мудараба, там, такую-то сумму. И нас вызывают в ЦБ. Большую сумму он написал там? Нет, он написал, как есть. Ну, написал, что мы привлекаем, вклады по мудараба. Он написал в графе физлица. А ты по вот этому закону от физлиц не имеешь права принимать вклады. Это вот сейчас получается. Это считается небанковской деятельностью там, и так далее. Есть определенные санкции. И вызывают в ЦБ на ВКС, в наше отделение в Магасе. Сижу, значит, там есть представители ЦБ, Комитета по небанковской деятельности Центрального округа, Центрального банка, в смысле в Москве, и ЦБ ЮФО по Южному федеральному округу. И я вам скажу, беседа была такая, что, мы очень рады, что вы есть. Пожалуйста, работайте, не прекращайте свою деятельность. Просто нам нужно было, внести ясность в эту ситуацию. Я сказал, что это была, ошибка, у нас в обороте только свои средства. Если мы привлекаем только лишь от юрлиц максимум, это свои средства, учредители внесли, и мы работаем. И очень такая доброжелательная такая беседа была, радушная. У ЦБ, у федерального центра, у комитета у комитета Госдумы по профильному, у всех есть полная поддержка в этом вопросе. Задача лишь в том, чтобы наш регион больше инициативы в этом проявил, и все-таки мы ушли в эксперимент. Но есть такая информация позитивная, что весной этого года до Казань-саммита, Казань-саммит должен быть в мае 2026 года, весной этого года планируются поправки в этот законопроект, в рамках которого Ингушетию, Крым, Ставропольский край введут в этот эксперимент. С учетом того, что Миниханов, Раис Татарстана, был в Ингушетии менее года назад, после этого у нас открыт рейс Казань-Магас. Да. Очень сильно дружит с Русланом Аушевым и с нынешним руководством познакомился, я так понимаю. Будем надеяться, что он, имея возможность говорить либо сделаем или сделаем. Другого варианта нет. Что он тоже может посодействовать в этом. Чтобы да, я думаю, да. Мы тоже, наш регион тоже внесли в это. На самом деле огромный запрос. Это товарная рассрочка, это вынужденная мера. Мы постараемся не продавать предметы первой необходимости. То есть, когда мы продаем, допустим, у нас принцип такой, телефона, это предмет первой необходимости, нет. Можно купить смартфон за 10 тысяч, за 15 тысяч. Он тот же самый смартфон, доступ в интернет есть. За 150 тысяч iPhone зачем покупать в рассрочку? Например, если у тебя нет денег.
И вот мы подходим таким образом, то есть именно как бы мы не можем ограничивать, да, человека, ну хочет и хочет, да, пожалуйста, если он по скорингу проходит, мы продаем. Но у нас принцип такой, что в одном городе, крупном городе Ингушетии, не более одного партнера, который продает мобильные телефоны. То есть в Ингушетии, это, ну в Назране это 2, да, как бы, ну это как бы большой город, да, 2. Да. В Сунже у нас 1, в Малгобеке 1. Много запросов, да, на Волге, допустим, около 15 заявок, которые хотят продавать телефон в рассрочку. Нет, мы не заключаем договор. Хочет человек телефон, пожалуйста, вот он там есть. Это не монополия, это не ограничение всего. Мы говорим, если ты работаешь белую, грубо говоря, да, вот эти белые, да, если ты хочешь запартнериться, и ты как бы, да, вот первый белый, платишь налоги, по расчетному счету там пробиваешь чек, да, мы с тобой партнеримся, проблем нет. Это обеление бизнеса, да, в этом плане. Но да, вот массово, чтобы продавать айфоны, мы от этого уходим. У нас основной акцент на бытовую технику, на строительные материалы, на мебель. Ну, услуги, да, сейчас мы тоже ввели. Это медицинские услуги, кстати, да, вот. Но не все услуги медицинские, не все. Там есть у нас неэтичные услуги медицинские, да, допустим, клиники некоторые делают, да, но в том числе вот были, я считаю, необходимо это упомянуть, наверное, да, вот мы запартнерились с одной из клиник нашей республики, были скандалы о том, что да, они там занимаются вот этим, там, ну, вот это как называется? Изменение внешности. Да, пластической хирургии. Эстетическим изменением тела. Вот мой коллега, мой сотрудник, который занимается взаимодействием с партнерами, расширением партнерской сети, я говорю, там что-то было, там, ну, разузнай, как, что. Он говорит, я проверял, говорит, Асан, я проверял, нет, ничего у них такого нет. И мы запартнерились, и потом пошли там сообщения. Там они же там это делают, там вот там женщину это сделали, они там реанимацию попала, и там это увеличили, то все. Я говорю, стоп, останавливаемся, нужно поговорить. То есть это мне доносит информацию, да, с разных сторон, в том числе и как бы, да, проверенные люди тоже говорят, Асан, вот были такие случаи. Хорошо, я говорю, сейчас будет неправильно, если я сейчас позвоню, скажу, слушай, все, не работаем. Мне нужно самому поехать, с глазу на глаз поговорить с людьми. И вот мы сидели несколько часов сидели с руководителем клиники, с его управляющим, и он мне показывал, я говорю, вот так и так. Он говорит, нет, мы такое не делаем, только по медицинским показаниям. Он мне показывает как бы свои работы на телефоне. Я говорю, не показывай мне это. Я говорю, ну, вот если ты же пришел, говорит, узнать, да, вот я тебе без лица, как бы, да, вот как бы лица там и нет, он показывает мне операции, да, они считаются пластическими. Но в таких случаях я бы сказал, что это обязательно делать. То есть такие случаи, когда это считается пластической хирургией, но эти вещи обязательно делать. Именно вот человеку заставляет физический дискомфорт. И это не изменение как бы, да, внешности, это грубо говоря, возвращение к тому, что было естественному. Допустим, мы не говорим про там, допустим, да, кавказский орлиный нос, нужно сделать европейский. Нет, это запрещено. Но, допустим, искривление, да, или там ухо, как-то у него там вот такое стало, да, или там у него такие были случаи, которые прямо вызывают дискомфорт, это неестественно, то есть он таким не родился. Вот такие случаи были, но тем не менее там до сих пор идут вопросы, но вот руководство клиники мне сказало, я им сказал, вот вы занимаетесь этим, да, вы медики, но вам нужен шариатский контроль. Вот я им так сказал, вам нужен внутренний шариатский контроль. У вас наверняка будут долговые обязательства с кем-то, да, вот инвестиции там и так далее. Я говорю, вам нужно привлечь знатока, ну, как бы ученого в исламе, да, в шариате, который знает, разбирается, желательно медика, чтобы он вам дал заключение вот на эти операции. Можно делать, нет. Вы ему просто все рассказываете, и он делает вам аудит всей вашей деятельности. Он говорит, он как бы меня поблагодарил, говорит, это огромная благодарность. Вот первое, что мы сделаем, это вот это. Что мы вот сейчас, как бы, да, давай, типа, он мне сказал, там, давай организуй встречу, если у тебя получится, организуй нам встречу, чтобы мы все рассказали, все харамное мы уберем. Но тем не менее, сейчас есть определенные там моменты, да, и в сетях возникают и так далее. Мы финансируем именно эти медицинские услуги, только которые в рамках шариата, то есть те, которые разрешены. Какая очередь на эти рассрочки? И вообще, какие факторы влияют на уменьшение этой очереди? Именно если касательно нашей компании, если бы у людей было благосостояние на должном уровне, люди бы не покупали в рассрочку. Это раз. Второе, это неумение прогнозировать свой бюджет.
формировать свой бюджет, то есть жить по средствам, грубо говоря. Непредвиденные, необдуманные траты, спонтанные покупки, да, это вот как бы это очередь увеличивает. Желание купить товар здесь и сейчас, а там не накопить, а потом купить. И это увеличивает очередь, соответственно, уменьшает эту очередь в нашем случае, когда у нас есть средства в обороте, да, когда у нас возвраты идут, когда мы пополняем свой оборотный капитал, эта очередь увеличивается, но она далека от того, чтобы... Этот рынок далек от того, чтобы заполниться. То есть я же говорю, вот эти наши компании, да, Альбарака, Купитак, Кристалл, там, Финлайт и так далее, мы не конкуренты, мы друг друга вообще не чувствуем на рынке. Нет того, что мы там где-то теснимся. Цифру можешь назвать очереди? Очереди допустим, пришел человек взять рассрочку, что-либо. Сколько ну, ему например, ждать? у нас ежедневно там по 30-40 очередей. Ежедневно. Ну, очередь, это что имеется в виду? Нет, Очередь? я имею в виду очередь на получение средств, За на приобретение На приобретение. этого товара. Ну, у нас как бы мы сейчас за то, что мы ведем наш сервис к тому, чтобы выдавать Сразу. день в день. Вот сегодня выдавать. У нас, да, бывают такие задержки, там, да, которые переходят там, больше, чем 3 дня, но в основном у нас в рамках 3 дней мы стараемся выдать товар. То есть 3 дня все выдаем. И у нас на этапах там, от подачи заявки до выдачи товара обычно накапливается около там, 100 заявок. Постоянно. Независимо от суммы, до 3 дней этот процесс можно запустить и ответ получить, как минимум. Да. То есть при наличии средств у нас, опять-таки, мы говорим, вот у нас, допустим, если большая покупка, допустим, автомобиль человек покупает, да, за несколько миллионов, мы говорим, сейчас средств как бы нет, мы ожидаем поступления, давай ты подай заявку, там, какой тебе примерно, что нужно, вот такое. Мы говорим, все, давай запускаем, ищем то, что ему необходимо, приобретаем и уже перепродаем. Окей. Тот пример, который я приводил в сравнении с классическим, так называемым банковской рассрочкой и вашей рассрочкой, исламской, вы можете договориться с крупными партнерами так, чтобы они вам предоставляли скидку? Да, можем. С теми же автомобилями, допустим, с теми же, я не знаю, с дорогими телефонами, любым товаром. Ну, как правило, это вопрос как бы... Понимание бизнеса, наверное, да? Понимание бизнеса, оборотов, объема, который мы можем дать нашему партнеру. У нас есть партнеры, которые нам, допустим, раньше у нас были те, которые дают скидку. Нам дают скидку, как бы как кэшбэк. Но сейчас этого, в принципе, сейчас нет. Такого нет. Есть партнеры, которые нам дают отсрочку. Отсрочку там неделю, 2, да, так, мы забираем там до месяца, да. Но так, чтобы нам давали скидку, такого нет. Почему нет, я скажу, Чеборс. Потому что у нас в регионе единственным инструментом конкуренции видят только цену. То есть, кроме демпинга, у нас конкурировать больше как бы, не имеют, других инструментов не знают. Поэтому спускаться еще ниже они не могут. А вот я многим сейчас бизнесменам и нашим бизнес-сообщества, там, братьям говорю, есть книга для школьников среднего звена, там, 7, 8, 9 класс, «Твой первый бизнес» называется. Это про основу предпринимательства для школьников, как создавать свой бизнес, как делать. И там расписано все. И я обнаружил, вот я же как бы, неделю не проходит, как я не провожу там консультации, там, часовые, там, полуторачасовые консультации в рамках там партнерства. Я там партнерился, как здесь выстраивать. Тут я что-то продаю, там, как модель выстроить, там, как прибыль считать и так далее. Это те, которые осознают свои проблемы. Но большинство не знают 80-90% вещей, которые в этой книге написаны. Вот эта книга для школьников написана. Большинство предпринимателей нашего региона, я могу поспорить с кем угодно, 80% людей не знают 80% вещей, которые там написаны. И там вот прям написано, вот книга такая большая, на 200 страниц, и на одной строчке написано: запомните, если вашим конкурентным преимуществом является цена, то у вас нет конкурентных преимуществ. А у нас в регионе только ценой и умеют конкурировать. Это возвращаясь к тому, что лизинговый договор у какого-то банка, ты сказал, 192 тысячи рублей. 195, да. А у вас было 197. Да. Но вы ответственны за обслуживание, за ремонт и так далее. Да. Потом, пока вы являетесь собственниками этого автомобиля. Да. 2000 рублей – это вообще в
в рамках целого автомобиля, который Да, стоит 3 миллиона рублей, это ни о чем. Это вот если переплачивать на 2 года, это получается 48 тысяч рублей. Я взял за автомобиль, который стоит 3 с чем-то миллионов. Я взял телефон, дорогой какой-нибудь телефон, он вышел из строя, не я его уронил, он вышел из строя, вы ответственны за то, чтобы его починить. В рамках гарантии. Если он вышел из строя в рамках периода гарантии, вот сейчас после того, как там санкции ввели, обычно был год гарантии в сервисных центрах. Да. То есть там тебе не меняли телефон, даже в этих сервисных центрах тебе телефон не меняли, там с экраном что-то случилось, у тебя его забирают, в лучшем случае тебе отдают подменный телефон, чтобы ты пользовался, да, там какое-то время. Это мы тоже ввели. Мы когда забирали телефон на сервис, мы отдавали, если его не давали, допустим, Apple, мы ему Apple давали, чтобы он пользовался пока этот сервис. Если, допустим, Samsung, там, Android, отдавали Android. И вот отправляешь сервис, они не меняют тебе телефон, они меняют тебе гарантийный ремонт, меняют там экран, платы. В редких случаях меняли телефон. Очень редко бывало, меняли. А так, вот этот сервис, мы от себя даем, у нас есть и сервис, когда мы даем и 2-недельную гарантию, и годовую от себя. Ну, вот тема с гарантией у нас в республике, к сожалению, очень плохо. Да? Это работает. Там единицы магазинов только. Ну, Я не про сетевые, это вопрос гарантий, это вопрос договоренностей. То есть, когда ты говоришь человеку, вот, у тебя там гарантия, подпиши ее, вот тут гарантийные вот эти случаи, он слышит только гарантия. Для него гарантия, это вот, что бы там ни случилось, мне там поменяют. И магазин обязан прописать и четко донести до покупателя, в каких случаях действует гарантия, что является гарантией и так далее. Поэтому это Окей, про инвестиции. В итоге я как физлицо могу принести деньги под получение прибыли? Значит, ты как физлицо в Ингушетии принести деньги не можешь. Официально, да, ты как физлицо. Но это привлекать обычным вкладом. Но ты можешь у нас товарищество, ты можешь войти как один из товарищей, принести деньги, и ты будешь участвовать в халяльном бизнесе и получать доходность в районе этой суммы за оборот. То есть не доходность от этой суммы. Вот как раз-таки это вопрос к проценту и литру, о котором мы говорили, да? Ага. Ты получать доходность от этой суммы – это харам. То есть это процент от суммы, да, это харам. Фиксированные рубли получать тоже харам. Там не важно. То есть если ты говоришь там процент от миллиона, ты будешь получать там 2% в месяц от миллиона. Запрещено. Если ты говоришь, ты будешь получать 20 тысяч от миллиона, запрещено. То есть это то же самое. 2% от миллиона – это 20 тысяч рублей. Что разрешено? Разрешено получать долю в прибыли или долю выручки. От этой суммы. То есть там такая немного замудренная схема. Учитывается процент доля твоего вклада в общем капитале. Да? Вот ты доложил, допустим, миллион, да, а в обороте 100 миллионов. Значит, твой вклад составляет 1% от всего. Мы заработали 1 000 000 рублей. 1% от миллиона составляет 10 тысяч рублей. Вот эти 10 тысяч рублей мы с тобой договариваемся делить там в определенной пропорции. Там, 50 на 50, 60 на 40, 30 на 70. И это составляет твою доходность. Если это больше 10 тысяч рублей, допустим, 100 тысяч рублей, там, допустим, миллион, да, доходность, соответственно, там 600 тысяч твои, там 400 наши, или 500 твои, 500 наши. Окей. 100 тысяч рублей я готов принести и стать товарищем. Что есть... Да. Сейчас я могу понимать, сколько я могу заработать за месяц, допустим? Значит, говорить о будущем мы не можем. Мы можем говорить о данных за прошлые периоды. Если отматывать назад и говорить о статистических данных за последние 6 лет, то такой вклад в товарищество приносил бы при вложении на 1 год приносило бы около 24% в год. То есть со 100 тысяч это 24 тысячи. С миллиона это 240. Со 100 миллионов это... То есть 24% это фикс по предыдущим периодам? Да, фикс. Это не фикс, это вот, допустим... Или это годовая? Вот вложил человек, допустим, да, 100 тысяч. И вот он получал прибыль. Допустим, тот год получал, позапрошлый, прошлый год получал. И если сумму, получаемую полученную им за год, и его вклад разделить, получается в районе 24%. То есть в какой-то месяц она была меньше 2%, в какой-то месяц больше. Но в среднем это получалось вот так. Вот об этом, вот такими цифрами может апеллировать исламская компания, которая занимается партнерскими финансами. А говорить о том, что вот мы тебе гарантируем, что будет вот так же, дальше нельзя.
Мы говорим, при должной осмотрительности, если работа пойдет не хуже, чем была там, то доходность сохранится такая же. То есть ничего не меняется, никаких катаклизмов, там, ЧП, форс-мажоров нет. Мы работаем так же, никаких регламентов не меняем, отсрочки там такие же даем, возврат такой же. Вот в этом случае нет оснований полагать, что доходность уменьшится. Она может увеличиться, при том, что мы долю постоянных затрат в общем оборотке сохраняем, а оборотку увеличиваем. Соответственно, и прибыль увеличивается. Соответственно, доходность будет выше. Самую максимальную сумму, которую занесли? Самая максимальная сумма, ну, у нас обычно так округляют 5 миллионов. На сегодняшний день вы можете в течение, ну, там, не знаю, за период, возьмем, который месяц, какую сумму вы можете в обороте освоить, да? Ну, на сегодняшний день мы, я думаю, вообще зависит же от того, в какое направление мы пойдем. Наша основная цель – это финансирование бизнеса в Ингушетии. То есть это товарная рассрочка – такая вещь, что добавленную стоимость она не производит. Единственным субъектом в этих всех процессах, который производит добавленную стоимость, это мы. Мы платим налоги, мы платим зарплату сотрудникам, а человек получил свой товар, и его, он его использует, и он все тратится, да, грубо говоря, он там гниет или там ломается. Задача компании, которая занимается партнерским финансированием, финансировать бизнесы, которые производят добавленную стоимость, которые делают рабочие места. Этими рабочими местами обеспечиваются семьи там, да, и так далее. Поэтому в этом наша задача. И исходя из этого, в принципе, допустим, вот сегодня, если сейчас сказать, вот, допустим, да, положить 100 миллионов, за сколько освоишь? Месяц не нужен. У нас есть, допустим, сегодня проекты, которые там, под реальный проект, которые прошли скоринг, которые там финмодель свою показали. 100 миллионов мы сможем освоить в разные направления. Я вспоминаю недельной давности случай. Для понимания, мы записываем подкаст в начале января. Фонд АДАП, который собирал денежные средства в размере 230 тысяч миллионов рублей, по-моему, да, общество? Да. И вот неделю назад один человек из одного кармана поступил туда, если около 190 миллионов. 182 миллиона. Да, 182, да. 182 миллиона рублей. То есть я к тому, что у людей есть денежные средства, и, возможно, они не знают, куда их деть. Да, вот эти... Так, чтобы это не было... Кто мне говорил, РКБ, наша республиканская больница, тоже кто-то пришел, no name, имеется в виду инкогнито. Зашел, положил около 150 миллионов и ушел. Для того, чтобы больные забрали или что? Чтобы что? Самой больнице. Да, самой больнице? Да. Я не слышал это. Буквально недавно. Это, наверное, было бы таким большим резонансом, Ахмед. Я считаю, это, это просто черная яма, мне кажется. Смотри, вот есть у нас наш брат, эти люди, они есть. Эти люди есть. На самом деле, вот этот брат, который дал 182 миллиона рублей, допустим, да, ты думаешь, кто это дал, да, там, Гуцериев там дал, Сад-Гигант. 100%. Сад-Гигант там дал, там, не знаю, там, Бек, наш депутат, там, еще какие-то бизнесмены там, да, дали. А этот дал бизнесмен, допустим, мне сказали его имя, фамилию, я даже его не знаю. То есть я его не знаю, грубо, я не говорю, что я всех знаю, да, но казалось бы... Не на слуху. Он не на слуху. То есть это бизнесмен даже не второго уровня, да, можно сказать, он в третьем, четвертом кругу. А это что? Это вопрос, это поцелуй в карман через сердце, грубо говоря. Нужный человек в нужное время. Что за фраза такая крутая? Пошел и Я ее еще не обработал. Еще раз скажи. Поцелуй в карман через сердце. Я не слышал такого раньше. Вот деньги есть, да, и он... в нужный момент оказался. Да, и есть еще поцелуй в голову через сердце, а тут в карман. Что он сделал? Мне очень понравилось, ты рассказывал, один из наших, да, вот Нурдин Цилоев, да, вот он был непосредственно участником всего этого. Мы когда были в Москве, мы с Казани возвращались, поехали в Москву, там с ночевкой, и должны были, едем обратно. И вот мы только ложимся, да, с нашим коллегой ложимся, и я слышу звонок. Он ему звонит. И что-то он говорит, брат, там закрыли, говорит, сбор. И я голос его слышу, по телефону я вижу, что узнал я голос Нурдина.
И он говорит, что, закрыли? Я говорю, сбор. Звонок забился. Да, алхамдулилlah, говорит, закрыли сбор. А мы буквально, вот, как сведения, да, вот за неделю до этого проводили стратсессию здесь, в Магасе. Сбора. Да, этого сбора, как закрыть этот сбор. Там приезжали с Москвы, с Татарстана, с Дагестана, с КЧР приезжали благотворительные фонды, приглашали Рустама Селимзянова, Тимирбулата Семирханова, это такие крутые маркетологи там, да, эти. Приглашали их, чтобы выстроить стратегию по закрытию этого сбора. Вообще проекта, не сбора, а самого проекта. И там мы выстроили такие амбициозные цели. Закрыть сбор, сумму собрать к концу Рамадана, а оснастить полностью эту больницу, реанимацию к 1 июня 2025 года. И вот мы эту стратсессию провели. 26-го, да. Провели стратсессию, там заряжены, там уже задачи, там все расписано было, там, ну, прям там по методу, как называют ОКР, система достижения цели называют ее, да. Расписали все и ушли. Там, и вот такой звонок. И что самое интересное, Нурдин говорит, он пошел в больницу, до этого он говорит, я никогда не был в больнице. Он пошел в эту детскую реанимацию, видел, как врачи откачивают детей. Вот он мелкий, он пришел туда, да, вот маленькое мясо лежит, белое, он откачивает его. Он его чем откачает? Да, он делает ему искусственную вентиляцию этим. Ничего нет. Ему нужно постараться выжить, этому ребенку там. И вот он после этого, ему говорит, другой брат, ему говорит, Нурдин, надо будет тебе пойти там поговорить с тем братом. И он пошел, вот сразу после этого пошел, говорит, с ним поговорил, объяснил ситуацию. И тот говорит, все, я закрываю этот сбор, закрывайте его. Я даю все. То есть это нужно было, да, вот, вот этот человек, да, вот наш богослов, он в этой теме давно. Он, в смысле, вот с самого начала вот этого открытия этого фонда, когда мы оказали им помощь, да, КТЛ, Тешим, да, мы включились в этот процесс, он с самого начала там. Но он ни разу не видел, сам не заходил в эту реанимацию, не видел. Он увидел, и все, у него как бы, да, границ нет, он готов, да, что угодно. Это к вопросу о том, что вот есть такой кейс, не помню, один из ученых прошлого, к ему подошел раб. Один из, наверное, имамов масхабов, по-моему, это было, я не помню имя. Подошел к нему раб и сказал, кто там, такой-то. Почему бы тебе не прочитать хутбу в мечети об отпускании раба? Чтобы отпустить рабов, да, вот я как бы раб, да, вот, почему бы тебе не почитать? Хорошо, говорит, я почитаю хутбу. И он следующий джума приходит, этот раб приходит в мечеть, сидит, слушает, вот сейчас скажет, ничего не говорит. Имам, ученый, да, вот ничего не говорит. Все, ушел, видимо, забыл, или там времени не было. Через неделю приходит, опять на джума сидит, раб слушает, ничего не говорит. Проходит неделя, вторая, третья, четвертая. Ничего не говорит, этот отчаялся, говорит, я там, что мелкий человеческое. Забыл, что я буду. И через какое-то время он читает хутбу. Имам читает хутбу, и после этой хутбы там огромное количество рабов в этом селении было отпущено на свободу. И этот раб подходит, и в том числе он тоже был отпущен на свободу. И он к нему подходит потом, когда уже освободился, говорит, я же давно тебя просил, почему ты не читал? И тот ученый, вот известный ученый, я не помню, то ли Абу Ханифа был, не помню, кто это был, к сожалению, это, наверное, информация есть. Он ему говорит, ты знаешь, говорит, у меня никогда не было раба. И после твоих слов, говорит, я пошел на рынок и купил себе раба. Купил раба, это в те времена, да, когда рабство еще было. Купил себе раба, сильного, здорового, который очень сильно облегчил мне жизнь, да, в моем хозяйстве. Помогал там, да, и так далее. И прожив, да, с ним какое-то время, я его отпустил. И я уже почувствовал, насколько, да, это сложно, трудно для рабовладельца, как бы, да, отпустить раба, который, как бы, это вся ноша же опять на мне ложится. И не прочувствовав сам вот этот процесс, я не мог делать людям призыв отпустить раба. Да. То есть это когда ты сам проживаешь это все, ты по-другому на вещи смотришь. Да, на самом деле, я был убежден, что это не наши бизнесмены именитые из первого круга, как ты сказал. Я был убежден, что это человек, который малоизвестен. И я так понимаю, это оно так и есть. И, кстати, какой-то еще неизвестный, возможно, он же, я не знаю, закрыл все сборы фонда Тешим на 25-е число.
все открытые сборы фонда ТИШ были закрыты одним человеком. Вот на конец декабря это было. Это на какую сумму? Там большая, десятки миллионов, по-моему. Большая сумма. И как можно говорить после этого, что вот войнаха, Азмадеева, Мутеш, Да, это о том, что пока будут среди нас призывающие к добру и одерживающие от порицаемого, у нас есть надежда, что на нас не будет гнева Всевышнего. Наше общество – это большая семья, я давно в этом убежден. Никто меня на сегодняшний день не переубедит никоим образом. Я бы плавно перешел бы к вопросам от подписчиков. Да? Давай посмотрим, что они спрашивают. И первый вопрос от подписчиков, Ноуст его задает. Он достаточно длинный, я постараюсь быстро зачитать, и потом мы подытожим. Мы все знаем, как берут рассрочку те, кто не может себе позволить сразу купить. И у людей два выбора – взять кредит или же исламскую рассрочку. И зачастую кредит в банке намного выгоднее, чем этот исламский. Кредит ведь харам из-за того, что с людей сдирают двойную шкуру. А получается, эти организации, как Тасним и так далее, сдирают не 2, а 3 шкуры и больше. Если это бизнес и ничего личного, не нужно использовать название исламский. Назовите это так, как есть рассрочка без процентов с переплатой. Он по факту отвечал на это вопрос. В целом мы об этом говорили. Да, мы об этом говорили, но я дам комментарий дополнительно. Да, лучше дать. По этому вопросу. Я сказал, что понятие исламский, оно так прижилось просто к нему. Это на самом деле просто товарная рассрочка с наценкой, может быть и без наценки, но без наценки, но это случай, когда поставщик тебе дает скидку, или ты там купил оптом, продаешь свой товар. В этом случае тоже может быть. Но по поводу, дороже в банке, дешевле здесь, я приводил пример с Эльдорадо по телефону, как это было. То есть изначально бывает завышенная цена, и уже заработок банка в этой цене заложен. То есть если ты реально просто не беглым взглядом, на билборде 11% годовых, а в Тасними сколько 23, 25. Если ты не так оцениваешь, то если реально хочешь дойти до сути, то у нас не было случаев, по крайней мере, именно в товарной рассрочке, чтобы у нас было по итогу дороже, чем в банке. То есть есть много кейсов, на YouTube есть ролики, я сначала скину, тебе пришлю ссылки, где есть расчет реального кредитного договора. Да, он вначале был очень мягким, лояльным. По итогу, что с ним вышло, есть немало кейсов именно в сравнении исламской, товарной рассрочки, с обычным кредитом. Да, у них дешевле по билбордам из-за того, что у них есть огромный доступ к дешевым деньгам. Нам, допустим, готов ли инвестор прийти и дать под 1% годовых доходности? Допустим, готов ли нам инвестор дать, вкладчик, 1 000 000 рублей и зарабатывать 10 тысяч в месяц? Он скажет, я лучше семечки буду продавать. Получается, а насколько он готов? Он готов на 2%, на 3%, как в Чечне, например, Соответственно, если мы должны с ним делиться, примерно такой доходностью, мы не можем дешевле этого выдать. Да. То есть мое обращение, к тем, кто владеет деньгами, хранит их где-то, или в сомнительные какие-то пирамиды вкладывать, не знаю, еще во что-то, просто не мертвым грузом, чем лежать, надо пускать их в оборот. Если он не доверяет компаниям, такой, как мы, Альбарак и так далее, пусть открывает свой бизнес и генерирует добавленную стоимость, организовывает рабочие места, привлекает партнеров. Если у него есть надежные знакомые профессионалы своего дела, но без денег, мы подскажем, как с ними построить шариатский договор в рамках мушарека. Нам он не доверяет. Он доверяет, допустим, Мусе, он профессионал. У него есть деньги. Пожалуйста, запартнерьтесь, запустите бизнес. Мы подскажем, как этот договор построить. В залежах есть у тебя пару миллионов? Сейчас посмотрим. Если кто от меня первый будет клиент, то это магазин. Да, кстати, у нас здесь действует рефералка, если что. Пожалуйста. Заноси. Поподробнее. По рекомендации, если кто-то придет, у нас, мы реферальную, от себя, не от доли его, от вкладчика, а от себя даем вознаграждение определенное. Не в виде денег, да? В виде денег. Подарок. В виде денег, это дозволено, это комиссия бывает. Следующий вопрос.
Муса Тут Муталиев. мы же не подряд идем. Вот один вопрос мне тут понравился. Давай. ББ задает. Согласны ли вы с мнением, что люди, покупающие товары не первой необходимости в рассрочку, финансово неграмотны? И что вместо с повсеместной рекламы разных финансовых организаций по привлечению людей на ненужные покупки по рассрочке было бы полезно еще и проводить просветительную работу по финансовой грамотности? Такой вопрос. Это тоже, да, часть уже говорил. Да, очень хороший вопрос. На самом деле, вот такого уровня вопросы говорят о зрелости граждан. То есть, если у него возник, да, можно потом скоррелировать это все, что это многие так думают. Какой у нас подход? Часто, да, 14-15 человек нас. Я редко там общаюсь с клиентами, если там только не возникает какие-то там форс-мажорные ситуации. Вначале я прям вот сам сидел с клиентами, там сидел в помещении, когда менеджеры разговаривают. И обычно на сделку мы тратили тогда там 15, 20, 30 минут. 15 минут на то, чтобы анкета там прошла и так далее. И я тратил до 40 минут до часа в случаях, когда у человека было искаженное понятие об исламских финансах. И в этом плане у нас сейчас вот заключен договор со самым агентством. И вот пропорции вот этих роликов, да, мы сделали продажные меньше половины по привлечению и просветительские. То есть где-то половина, чуть меньше половины роликов мы планируем делать просветительские. При этом должен сказать, что на просторах там Ютуба есть очень много информации. Есть компания «Золотой сундук» в Татарстане, которые как бы, да, открылись примерно тогда же, как и мы, но это консалтинговая компания, которая снимает анимационные ролики на вот эту тему. То есть у них там сотни роликов анимационные, которые говорят там, вот кредит, а что, почему харам? Там мушарака, там не отдаешь долги, закят. То есть на все темы у них есть все ролики. То есть им часто задавали эти вопросы, и они подумали, чем каждый раз отвечать, консультировать, а давай-ка мы там ролики снимем, и запустили ролик. Там в Дагестане, допустим, да, Мурат Алискеров очень большую работу проводит по просвещению, но тем не менее, казалось бы, да, вроде все сказано, хватит, да, уже, но это вопрос к тому, что джума там, да, в мечети, там не один раз же в год читают, его же нужно постоянно обновлять, да. Аллах Всевышний говорит, да, напоминай, поистине напоминание приносит пользу верующим. Поэтому мы как бы вынуждены сейчас, возможно, и на ингушском языке, и, возможно, просто человек ингушской национальности будет вещать гражданам нашей республики, что такое исламские финансы. Мы это планируем делать. Муса Муталиев задает вопрос. Тут два вопроса, я их сразу зачитаю. Если в исламских финансах запрещена гарантия дохода без риска, какую именно долю предпринимательского риска вы реально берете на себя в своих продуктах? И второй вопрос. Как устроена работа с просрочками, чтобы дисциплинировать клиента, но при этом не получать выгоду из его затрудненного положения? Значит, Мусу, если это тот Муса Муталиев, которого я знаю, он, да, с нами работал. Значит, риск, заработок, прибыль без риска запрещена. Безрисковый доход – это заработная плата. То, когда ты продаешь свое время. То есть у тебя есть время, ты пришел в 9 часов, уходишь в 6 часов вечера, это безрисковое. То есть ты, если потратил время, тебе должны заплатить. Это заработная плата. Если ты хочешь заработать прибыль, это удел предпринимателя, того, кто рискует. Прибыль без риска в исламе не считается дозволенной. Поэтому риск, который мы берем на себя, в товарной рассрочке я сказал, что у покупателя есть право отказаться от покупки товара, если он, допустим, да, форс-мажорная ситуация. Этот товар может сломаться. И мы, как в случае с банком, не говорим, иди там по продавцу, да, туда, к нему, он тебе там починит. Мы берем на себя риски починить, и как бы мы отвечаем за этот товар. Если мы эти риски на себя не берем, то наша деятельность не является халяльной. То есть в этом заключается риск. Вопрос по возвращению. По дисциплине. Значит, да, мы сказали, вот, больше всего просрочки возникает по причине забывчивости клиентов. Да, кстати, это частая проблема. Просто нам говорят, вы должны заплатить. Почему вы заплатили? Уже просрочка. Я забыл, почему вы не напоминаете? Да. А у нас там настраивает такая система, как бы очень сильно сейчас вкладываемся в автоматизацию
У нас практически все процессы автоматизированы. Там, где другие компании там по 20-30 человек, 40 человек, кстати, держат, мы вот этими 15 братьями автоматизировали процессы. Там у нас работают CRM-системы, там автодозвоны, искусственный интеллект и так далее. Сейчас, кстати, обучаем искусственный интеллект скорингу, то есть, чтобы не человек принимал решение, а искусственный интеллект. И вот мы напоминаниями, то есть вовремя напомнить человеку о том, что ты должен заплатить такого-то числа, это самый главный инструмент дисциплинирования. Это целый колл-центр получается. Представь, сколько это надо обрабатывать заявок каждый месяц, звонить. Не каждый месяц, каждый день получить. Да. Гамурзиев спрашивает, задает вопрос точнее, какой у вас довод на продажу того, чего у вас нет? То есть, условно, у вас нет телефонов, но именно тот, который нужен мне, вы покупаете и продаете мне в рассрочку с наценкой. Того, чего у нас нет, мы продавать не имеем права. Например, вот красную рубашку Чеборза, я говорю, я тебе продам ее в рассрочку. Дай мне там залог. Вот эту рубашку мы продавать не можем. Потому что я не знаю, продаст он ее или нет. Есть ли она вообще на рынке? Возможно, ее вообще нет. Да? Это красный цвет у нас в Ингушетии, да, не модный. Или, допустим, машину кого-то. Вот эту машину, допустим, вот эту машину я тебе продам. Да? Вот то, чем я не владею, я продавать не имею права. Есть понятие договора салям. Да, в шариате, в исламских финансах есть такое понятие. Та вещь, которой есть доступ, неограниченный, и эта вещь представлена, те же самые телефоны, например. Вот он телефон, он вот лежит на продаже. Вот он продается вот за эту цену. Я этому человеку говорю, я эту вещь тебе не продаю, я говорю, вот он сам приходит, вот эта вещь, я хочу ее купить в рассрочку. Мы говорим, хорошо, за сколько ты его хочешь купить? То есть мы предварительно получаем от него, предварительные договоренности, которые без обязательной, грубо говоря, да, просто соглашение о намерениях, грубо говоря. Что вот, да, он стоит 100 тысяч. Если ты хочешь его купить там на полгода, мы купим у тебя его за 100. В договоре Мурабаха важно именно, чтобы покупатель знал цену покупки и наценку. Мурабаха, именно основа в этом. Есть еще договор Мусаввама, разновидность Мурабахи, когда мы не обязаны ему загружать полную стоимость покупки, затрат. Вот в договоре Мурабаха, который мы используем, мы обязаны ему говорить, сколько купили, и, допустим, ты хочешь купить его на полгода. Вот мы продадим тебе его за 130 тысяч, или там за 120 тысяч на полгода. Он говорит, хорошо, я согласен. Мы этот телефон покупаем, или там бытовую технику, холодильник, что-нибудь, не знаю, машину купили. И говорим ему, так, давай, мы уже купили, если хочешь, приезжай и забирай. Заключаем договор. И в этот момент он приходит, увидев телефон, он говорит, слушай, здесь царапина. Я не хочу. Все, он остается нам, этот телефон. То есть понятие того, что продавать то, чего у нас нет, нельзя. То есть то, чем ты не владеешь, ты не имеешь права. В договоре купли-продажи есть шуруты, говорят, или арканы, говорят, да, вот этого бои, торговли. Вещь должна быть в собственности продающего, вещь должна быть определенная, да, вот по характеристикам вот она, вот эта вещь. И вещь должна иметь цену, за сколько ты ее продаешь. И если в случае отсрочки, должен быть еще срок, который ты оговорил. И вот эти вот случаи отсрочки, в случае с отсрочки 4 пункта, в случае без отсрочки 3 пункта. Право собственности, объект продажи и цена его. Все, это является основой для продажи. Если один из этих пунктов нарушается, то продавать нельзя. То есть вот именно в Мурабах это есть, на самом деле был кейс у нас был кейс. У нас была команда, которая занимается разработкой сайта. Мы долго работали, и в один из моментов мы включили нового человека в команду. То есть нам нужен был новый человек. Он приходит, мы с ним предварительное собеседование провели. И он говорит, хорошо, я подумаю, уходит, и через день там закидывает информацию через того, кого он привел, что вот это же запрещено, говорит, Мурабаха, вот, говорит, мнение известных ученых о том, что Мурабаха запрещена. Это типа все равно, что, как он сказал, это мнение известного ученого, да, по этому поводу, что это запрещено.
это обман, да, как бы Всевышнего. Вы как бы мурабаха, вы тот же самый кредит, да, делаете, да, кредитом занимаетесь просто под личиной этого товара. И это, на самом деле, этот вопрос возник уже второй раз. Первый раз, когда он возник, это вот на уровне братьев тоже вот сказали, я разложил этот пункт, то есть посоветовавшись вот с Адамом Азиевым, да, Гапуром Азиевым, потом с Мамбаширом Боровым, да, вот эти пункты, там нам 3 пункта предъявили о том, что это запрещено делать. Среди этих 3 пунктов был один пункт, когда мы на самом деле были неправы, и наш шариатский эксперт думал, что мы как бы делаем правильно все. Этот пункт, когда мы в магазину отдавали деньги, и там уполномачивали сотрудников магазина, одного из менеджеров магазина, да, уполномачивали отдать товар нашему клиенту. Это было запрещено. Мы как бы нотариально в рамках российского закона мы там прописали доверенность, что мы уполномачиваем консультировать, передавать товар, получать денежные средства, но по шариату, оказывается, запрещено. Один человек не имеет права представлять 2 стороны в одной сделке. Ух ты. Одна сделка, продажа, и этот человек представляет нашу сторону и эту сторону этого магазина. Это было запрещено, и мы в этот момент ввели торговых представителей, которые выезжают и заключают сделку. Этот пункт мы как бы изменили, и 2 остальных пункта, как бы у нас был довод, мы их оставили. Вот эти сделки, мурабаха, да, вот все наши договора, они прошли шариатскую экспертизу. Да, я как бы, да, не ученый человек, да, вот, но тем не менее вопросы, которые как бы я занимаюсь исламскими финансами, мне очень много вопросов задают. Я вместо того, чтобы переадресовывать их, там, говорять, там, я ничего не знаю, там, спросите у ученого, я всегда их беру себе, задаю ученым, получаю ответы, тем самым накапливаю свою базу, да, знаний. И сейчас, как бы, когда говорят, там, Хасан, у меня очень такой сложный вопрос, не мог бы ты мне дать номер там того-то Адама? Я говорю, я тебе могу дать номер, ну, если ты как бы не против, задай его мне, если это там не конфиденциальная информация. Если я знаю, я отвечу. Если я не знаю, как минимум я переадресую его и уже сам буду в следующий раз знать на него ответ. Поэтому в этом плане у нас есть... Кстати, я как бы немного ушел. Сказали, вот есть мнение ученого, что мурабаха запрещена. Это уже был второй случай, и это касалось как бы, да, компании, разработки дальнейшей. Я сказал, стоп, тогда давайте останавливаемся, давайте эти доводы. Я беру эти доводы, там видеоролики были. Я уже не помнил там, да, деталях, как там, какие доводы, как бы аргументы. Я отдаю их Азиеву, Гапуру. Говорю, Гапур, вот такая ситуация, нужно письменное заключение вот по этим пунктам. И он мне дает письменное заключение, там, такой-то вопрос, вот довод, там, хадис, да, аят, такой-то вот хадис, аят, там, и все, расписывает все эти там 3-4 пункта, которые были аргументами против мурабахи. Все, от Адама я получил заключение. Это же заключение я отдаю другому ученому, который тоже, да, в фикх муамалят разбирается. Он говорит, все, у меня никаких претензий нет. Но по этим вопросам я с другим нашим местным ученым тоже, да, общался. У него проблем нет. Я говорю, вот смотрите, этой команде я говорю, вот заключение, которое я провел. Это я там где-то не 2-3 недели делал. То есть все это время разработка была остановлена. Я сделал заключение это и говорю, вот заключение со ссылками, вот 2 ученых подтвердили это. Я сам устно как бы спрашивал, тоже претензий нет. Мне больше сказать нечего. И что происходит? Один брат, очень хороший брат, на самом деле, он говорит, Хасан, он работал, до этого работал, когда тот, который новый приходит, он этот вопрос поднял, он говорит, у меня сомнения, если это такой ученый это говорит, то для меня как бы это сомнительно, я как бы не могу этим заниматься, разработкой заниматься. И потом он говорит, Хасан, все-таки, говорит, это такие видные ученые, их уже нет, как бы, да, они умерли, пусть спасибо Всевышний. Если у них есть такое мнение, это как минимум, говорит, для меня, ну не то чтобы сомнительно, я, говорит, получил ответы, но чтобы полностью избежать этого, я бы остановил работу над проектом. Я говорю, альхамдулилля, как бы, да, никаких вопросов нет. Но тот брат, который инициировал изначально это все, он говорит, все, для меня все понятно, я работаю. То есть мы вот так подходим к этим вопросам. Так, следующий вопрос задает Дауд. Ассаламу алейкум. Допустим, у человека есть земельный участок, но нет возможности сразу построить дом, ну, либо хотя бы пару комнат, и чтобы не снимать чужое жилье, ежемесячно выплачивает по 30-35 тысяч рублей. Будет ли у них такая программа, что они смогут сделать жилье человеку под ключ? Допустим, я знаю человека, ну, и дальше там частно. Проще говоря, вопрос, будет ли такая программа?
Жилье под ключ. На самом деле у нас есть и кейсы и по Мушарака, когда мы финансировали бизнес, и есть прошлогодний кейс, когда мы под ключ построили, не под ключ, как бы, да, там сам заказчик изъявил желание не под ключ его построить, сделали, щитовой дом построили. Это договор называется иджара, это как бы, да, в российском праве, как бы, если чтобы легче было, это субподряд. То есть заказчик, наш клиент, мы выступаем подрядчиками, и мы нанимаем субподрядную организацию, которая строит дом, или там по истисна его можно сделать, есть такое понятие, да, в исламских финансах, и можно по иджаре сделать его. Это реально сделать, это можно делать, и мы это собираемся делать. Вопрос лишь в том, когда мы как бы наберем необходимый жирок финансовый в этом вопросе. Фирменный вопрос, который я задаю всем гостям. Что ты ценишь в жизни больше, чем, по твоему мнению, не ценят другие? На самом деле, вначале, да, я был готов, да, к этому вопросу, мы это и обсуждали. Но вот все-таки это чем больше у тебя проходит время, ты начинаешь ценить время. И когда я вижу, что вот молодой человек, допустим, у меня был случай, зашел я покупать какой-то строительный материал, захожу, а там парень лет 15-16 сидит, 17 лет ему было, да, он спросил, сколько лет, 17, он сидит в телефоне, обогатился, да, об диван, сидит в телефоне, и там менеджер по продажам, консультант. Я забираю свою вещь, говорю, что ты, говорит, у тебя книги есть где-нибудь? Нет книг, говорит. А что ты в телефоне сидишь? Ты разве не учишься нигде? Нет, говорит, я жду, пока сестра окончит учебу. Я говорю, вот книги почему не читаешь? Там какие-то отговорки он делает. Я ему рекомендую, вот эту книгу почитай. У тебя желание появится, такую книгу. И я, когда вижу, что человек тратит бесцельное время, я ему завидую. Вот если бы вот у меня было время, вот я бы вот прочитал бы вот эту книгу. Если бы было время, допустим, я бы сделал то. И на самом деле время – это тот ресурс, который над временем властен только Всевышний. Да, вот время – это то, что сотворил Всевышний, и он над ним властен. Он может его повернуть вспять, может его как бы, да, удлинить, сократить. Человек над этим не властен. И вот эта субстанция, время – это та вещь, которая на самом деле, когда ты над ней думаешь, это одно из знамений, одно из творений Всевышнего, которое увеличивает веру человека. И вот со временем, я вот сейчас себя вспоминаю, там, 20-25-летней давности, да, сколько времени я потерял тогда. И сейчас, и зная ценность, да, этого времени, на это есть книги очень известных исламских ученых про ценность времени. Допустим, Гутта, по-моему, да, ценность времени, вот я недавно ее купил. И зная о ценности этого времени, сейчас я детям прививаю. То есть я прям показываю, вот ты вот делал это, ты здесь потерял столько времени. Там это, ты мог бы сделать это. И вот таким образом у меня сейчас, там сколько еще в школу дети не ходят, уже там цитируют некоторые вещи, книги, там читают. Ну, у меня телевизора нет принципиально дома. Там был, родственница, теща купила, она узнала, что у детей нет телевизора, да, она купила телевизор, где-то он полгода, что ли, год простоял, там его палкой они экран разбили, и все, и как бы он за все вот сколько лет, да, в супружестве, да, с 2012 года у меня в доме и в Москве, и здесь телевизор был только где-то в промежутке полгода дома. Нет телевизора, и у детей нет телефонов. У меня книжные полки стоят на полу. То есть они там не наверху, там не в шкафах, а прямо на полу, чтобы дети там могли взять книгу. Они там даже не понимали, что там. Вообще картинок нет, они просто листают, на буквы смотрят там, да, и сейчас уже научились читать и читают. Поэтому и стимулируешь ты их тоже к чтению. Вот сейчас я сюда пришел на подкаст, у них вот там планшет, там отдают там на полчаса планшет, там шашки парить и так далее. И самый мелкий подбегает, говорит, папа, говорит, я там прочитал вот эту книгу, там столько-то страниц, можно планшет взять? Да, вот такая тема. Поэтому время ценно. Есть такая пословица, она и в русском языке, и в ингушском, да. «Овнула хори, куанула могори». Если бы молодость знала, старость могла.
на первый взгляд, эта пословица, она имеет такой негативный, да, оттенок, такой упущенной возможности. Там невозможность изменить прошлое, да? По сути, это мотивация. А на самом деле это не то, чтобы мотивация. Для молодого, да, он может, но не знает. И это мотивация к чему? Получить знания? Да, но не факт, что он их получит. А для пожилого человека это уже упущенные возможности. Он уже знает, но не может. Но квинтэссенция этой пословицы в том, что коллаборация вот этих двух, старости, которая знает, и молодости, которая может, объединившись, это уже другой синергетический эффект. И задача старшего поколения, зная свои ошибки, не допустить того, чтобы молодежь их повторила. К этому и ведет и хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, который у меня инсайт был, да, в прошлом году. Хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, звучит таким образом. Аль-барака ма'a кабирукум. Барака ма'a кабирукум. Барака, по-моему, там без определенного артикля переводится как баракат вместе со старшими из вас. Да, такой хадис, который больше касается бизнесменов, наставничества, там, молодых людей. То есть баракат вместе со старшими из вас. И не говорится просто со старшими. И не говорится аль-баракат там, да, в определенном артикле. Это общее, да, понятие. Что такое баракат? Баракат – это мультипликатор. Мультипликатор – это когда два человека совершают одно и то же действие, но у одного за счет мультипликатора бывает эффект от его действий выше. Вот это и есть баракат. То есть одному человеку Аллах дает бараката, другому не дает. Одни и те же ресурсы, одни и те же действия. И пророк говорит, что этот баракат вместе со старшими из вас. И не говорит просто со старшими, а именно из вас. То есть если ты живешь в этой местности, то тебе нужно советоваться, брать в помощники старшего человека. И в комментариях, в шархах, да, этому хадису говорят, что на поколение, чтобы он был старше тебя. Не там 5-6 лет, да, твой там такой несколько лет старше, а именно одно поколение, чтобы между вами разделяло. В этом баракат. Еще лучше, если этот человек мусульманин. То есть больше мультипликатор. Еще лучше этого, если этот старший, он имеет шариатские знания. То есть разбирает харам, халяль, не только мусульманин, да. И вот в этом плане обязанность старшего поколения аккуратно, ненавязчиво, тактично наставлять младшее поколение. А обязанность младшего поколения ценить опыт старших и советоваться с ними. Советоваться и принимать, если это конструктивно, если это в рамках, да, шариата, законов и так далее, принимать это. И в этом это не просто дань уважения к старшим, да, и в этом баракат в вашем деле, согласно хадиса пророка. Хасан, у нас заключительный вопрос от предыдущего гостя. Предыдущим гостем у нас был блогер Рашид Таршхоев. Автоблогер, может быть, ты слышал? Да, я слышал, да. И вот он задает такой непростой вопрос, на мой взгляд. Каких основ должна придерживаться молодежь, чтобы не утратить национальной принадлежности к Галгай? И что бы ты хотел поменять для этого? Чтобы не потерять идентичность, да, для человека любой нации, не только ингушей, я думаю, достаточно и необходимо придерживаться сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и следовать Корану. Когда Всевышний говорит, что я создал вас племенами и народами, чтобы вы познавали друг друга. В нашем случае, да, это нет таких адатов. В принципе, да, вот если мы уходим, если в корень, в основном вот все вот эти вот адаты, они не противоречат шариату. В большинстве в своем случае не противоречат шариату. Как бы основа, да, как я сказал, это в хадисе пророка. Не из нас тот, кто не оказывает почтение старшему и не милостив к младшему. Вот это сохранение национальной идентичности. И самое главное – это язык. То есть без языка молодежь, она, если ты говоришь на русском языке,
Да, я вам, можно сказать, я понимаю ингушский язык, но я не могу на нем говорить. Хорошо. Твои дети, ты с ними разговариваешь уже на русском языке. Так они его не понимают? Ты его понимал, потому что там тебе родители говорили, а сам говорил на русском. Так ты здесь уже со своими детьми младшим поколением говоришь на русском языке, они и его уже не понимают, они и мыслят на ингушском, а уже через поколение языка нет. Основа идентичности национальной – это язык. Да, культура может поменяться, да, у нас одежда, да, вот такая европейская, костюм, там, рубашка. Так, у нас же там сколько, 100-200 лет назад другая была одежда, даже не 100-200, вот в 60-х годах, вот когда мы вот вернулись, да, после ссылки, да, в Сибири, есть же кадры в Ютубе, буквально в Гамурзиево, да, похороны. Ты посмотришь там в таких папахах, в галошах, и чикиш, да, вот такие большие. Такой был внешний вид. Сейчас уже костюмы, джинсы, да, это европейская схема. Тем не менее, мы называемся ингушами. Почему? Потому что мы говорим на ингушском языке. Кстати, да, вот во время подкаста мы вообще не разговариваем на ингушском. Это, мои зрители понимают, почему? Потому что мы вещаем, вы расширяться же планируете, правильно? Не только да, конечно. в регионе. Да, и, есть темы, которые нужно обсуждать именно на общедоступность. И вот я у себя дома категорически запрещаю дома разговаривать на русском языке. Но дети все-таки говорят на нянмот. Вот мои дети, да, они вроде бы говорят на ингушском, но они могут сказать там из 3 слов 2 русских. Там глаголы говорят на русском, это я каждый раз поправляю. Там он говорит, допустим... Смеяться, маде. Спрятаться дядер. Да, вот, да, спрятаться дядер. И ты говоришь, поправляешь, а это, допустим, да, супруга также говорит. Это получается, вот дети говорят на языке матери, нянмот. Если матери будут говорить на ингушском языке, если мы убираем смартфоны, телефоны, где есть доступ к мультфильмам на русском языке, и туда наполняем информацией на ингушском, то это есть основа идентичности. Почтение к старшим, милость, милосердие к младшим и ингушский язык. Машаллах. Конкурс. Что у нас получит наш зритель от тебя, если выполнит определенное задание? Мы решили подойти оригинально и дать продукт, который есть только у нас. Мы откроем на него, на этого победителя вклад финансовый. Мы у него не принимаем их, да, мы просто от себя на 10 тысяч рублей откроем вклад на 3 месяца с максимальной доходностью, по максимальному тарифу, который есть, с распределением прибыли, да, максимальным. И через 3 месяца он сможет забрать эту сумму с накопленной прибылью. Что нужно ему сделать для того, чтобы... Ему нужно ответить на один вопрос. Если бы у тебя была возможность сделать одно действие, которое бы улучшило образование в республике, школьное, высшее, среднее, какое бы это было действие? Так как могут, наверное, варианты пересекаться, мы будем, если будет одинаковое, допустим, сообщение, мы выберем то, которое было оставлено ранее. Да. Задание будет необходимо выполнить в Рилсе, именно в Рилсе, не в Шортсе, а в Рилсе. Длительность конкурса также там будет указана. Хасан Далрясхал. Мне было очень приятно здесь находиться. Далрясхал, Далмялях, Далут. Абижба Болха. Социально направленная работа. Социально направленная работа по улучшению сознания людей, в том числе. Что я тоже с Магомедом стараемся делать. Но в твоем случае это прямо точечно. Далях Тубахал, Дал Мялях Дултуаш, Дилдера. Еще раз, учредители Сарги Салмашева. Интересно, Салмашева. Даже мы нахишь Бобы, интересно, что она.